что, всем добрый день, всем здравствуйте. Как бы это ни звучало в наши дни, давайте я всех представлю, всех 4 участников нашей сегодняшней беседы. Итак, Владимир Золкин, юрист, видеоблогер, журналист и общественный деятель. Владимир, что я упустил? Если вам есть что дополнить о тебе, пожалуйста. Да, нет, вы даже сказали больше, чем Даже больше, да? даже больше, чем обычно говорят. Спасибо. Хусейн Исханов. Хусейн – депутат парламента Чеченской Республики Ичкерия. Человек с опытом обеих русско-чеченских войн. Человек, который являлся, это, кстати, вам будет, надеюсь, интересно, являлся членом комиссии по обмену пленными. Также был сам в плену дважды. Если не обмен опытом, то как минимум будет интересно, просто чтобы Да, знать. конечно. Да. Третий наш участник – это Ибрагим Никархо, активист Чеченской демократической партии, общественный деятель, ведет просветительскую работу с людьми, открывая им глаза на многие идущие в реальном времени процессы, влияющие, я бы даже сказал, негативно влияющие на чеченский народ и не только на него. Ну и я, ваш покорный слуга Артур Ацаламов. Каких-то особых регалий у меня нет, поэтому спасибо, что позволили. Итак, давайте общаться. Значит, первая тема, которую бы я хотел сегодня осветить, это закон, который приняла Верховная Рада. Верховная Рада Украины признала территорию Чеченской Республики временно оккупированной Россией. Парламент Украины признал суверенитет Чеченской Республики Ичкерия и осудил геноцид чеченского народа. За проект проголосовали 287 депутатов. Итак, Владимир, к вам вопрос. Какую силу в международном праве, по вашему мнению, этот документ имеет? Я думаю, полноценную силу, какую может иметь документ признания любой страны, территорию любой другой страны временно оккупированной. То есть депутаты проголосовали достаточным количеством голосов, далее его должен подписать президент. Нет у меня четкой информации, подписал его президент или не подписал, но Конституция Украины нам говорит о том, что 15 дней у него есть на подписание. Если он его не подписывает, то закон автоматически вступает в законную силу. Ах, вот как. Ну, конечно. Вот. Поэтому как раз на международном уровне, по-моему, ни у кого вообще нет сомнений, что Украина признала Чечню временно оккупированной территорией. Как раз это у меня был следующий пункт вопроса, и вы его предвосхитили. То есть получается, что независимо от того, подписал Зеленский этот документ или нет, он автоматом вступает в силу. Украина признала Чеченскую народную республику, правильно, да? Или как? Да. Или Чеченскую народную... Чеченская республика Ичкерия. Правильно, Чеченская Республика Ичкерия. Вот я буду спрашивать вас эти вещи, интересоваться, потому что я не очень хорошо понимаю, да. И у меня тоже один из вопросов, как правильно называть чеченцев, потому что по поводу этого тоже очень много идет дискуссий, и в том числе Я не общаюсь с чеченцами, которые пропутинские, я общаюсь с теми, которые против Путина, да. Но и у них все время есть какие-то вот разногласия в этом отношении. Извините, я вас перебил, потому что это просто... Нет, это очень актуально. Да, но Украина действительно признала Чеченскую Народную Республику Ичкерия временно оккупированной территорией, и это... Это не только мнение Верховной Рады Украины, но с этим будет солидарен практически каждый украинец, у которого вы об этом спросите. То есть все солидарны с тем, что Чечня – это временно оккупированная Россией территория, а народ Ичкерии – это люди, которые на сегодняшний день, многие из них, по крайней мере, подневольны московскому режиму. По вашему мнению, этим законом как правильно чеченцы могли бы распорядиться? Вот просто как гражданина, не политика. Вот как? Давайте я дополню, да, я раскрою, потому что, возможно... Да. Смотрите, как вы считаете, что мы могли бы с этим сделать? Максимально освещать, педалировать, предлагать другим государствам взять в пример с Украины и принять относительно Чеченской Республики такое же решение. Вообще у этого есть потенциал на то, что и другие европейские государства могут поступить по отношению к нам так же красиво?
Мы, Ну вот конечно, вы... мы, конечно, Да. будем рады и признанию и в Африке, и в Южной Америке, и в Австралии, и везде. Но в первую очередь, конечно, интересует европейский сегмент, потому что, как бы это спорно ни звучало, мы ее часть, мы часть Европы, и для меня лично это бесспорно. Поэтому вот как вы думаете, как мы правильно могли бы этим распорядиться? Вы просто взяли в своем вопросе и перечислили все то, что все то, Ага, что вам неплохо было бы делать, я понимаете? понял. И ну тут как бы добавить что-то сложно. И, конечно, призывать нужно к другим европейским государствам и Соединенным Штатам Америки, в общем, ко Мгм. всему цивилизованному миру нужно обращаться с этим. И максимально, я думаю, что чеченцам сегодня, тем, которые вот против Путина и тем, которые за независимость, за свою собственную свободу они выступают, все-таки с украинцами в данной ситуации нужно максимально объединяться, максимально дружить, максимально находить точки соприкосновения. И я думаю, я не являюсь экспертом-международником или экспертом по международному праву, но я думаю, что наша проблематика максимально близкая, и вместе мы можем гораздо больше, чем по отдельности. Согласен. Да, я очень часто сталкиваюсь с тем, что в общении с представителями чеченского народа мне многие говорят о том, не называй этих вот так, а называй этих вот так. В А общем, я пример можете не конкретно? буду делать долгое вступление, задаю прямой вопрос. Прямой вопрос. Чеченцы, которые идут в Украину воевать, они все еще чеченцы или они уже кадыровцы? Второй момент. С какого момента чеченец становится в таком случае кадыровцем? Да? Только не подумайте, пожалуйста, что я иронизирую, ни в коем случае. Да нет, тут Это эта просто тема не такая вот пустая, тут каша, иронии нет да, места, да. такая путаница, в которой у меня такое впечатление, даже чеченцы не имеют однозначного какого-то мнения. Вот такой вот вопрос. То есть вот как правильно мне украинцу называть чеченцев, которые идут воевать в Украину? Хорошо, я передаю микрофон Хусейну, я думаю, он лучше всех ответит на это. Да, я понимаю боль украинского народа, да, понимаю, что дружественный чеченский народ напал на Украину, дружественный в том плане, что украинцы первые, одни из единственного народа, которые в 1994 году во время Первой русско-чеченской войны пришли нам помогать. То есть это было такой отправной точкой, когда мы сблизились с украинским народом. Хотя, да, в то время, ну, мы все знаем, что в советской армии в основном офицерский состав был украинцы, потому что русские ни военными, никакими они не способны ничего делать. Я служил в Германии тоже в советское время в штабе армии, второй гвардейской танковой армии. У нас тоже в этом штабе были в основном все рязанскую жинку выписывали, там журналы, все были украинцы. То есть во время войны участвовали против Чеченской Республики, к сожалению, да, они не понимая, что они делают на тот период, думая, что они советские граждане, там еще какие-то, под воздействием этой страшной пропаганды, античеченской пропаганды, взрывы домов, там прочее. Отношение вот пленным, да, военнопленным, я отвечал за военнопленных, я их за содержание военнопленных, за их безопасность и так далее. В дворце военнопленных на офицерский состав и рядовой состав. При наших страшно тяжелых условиях мы пытались их разделить, чтобы они не сидели вместе, чтобы, ну, как бы неудобно, как бы, да, если папа с сыном там и так далее. То есть вот это разделение по возрастной группе и по чину, это мы тоже делали. Питание они получали такое же, как мы. Помимо этого приезжали туда солдатские матери, которые жили в нашем главном штабе вооруженных сил, общались со своими пленными этими ребятами, и даже те, которые у нас в госпитале там лежали в главном штабе, ухаживали за ними мамы вот этих солдат. То есть женщины, которые приезжали для поисков своих женщин, своих детей, жили в чеченских семьях, и чеченские семьи помогали вот этим русским матерям, сыновья которых убивали в это же время чеченцев, искать своих сыновей, якобы, ну, чтобы помочь им найти и вывести этих людей. Вот такая человечность была с нашей стороны. Но русская пропаганда, да, сделала из нас каких-то монстров, сделала бандитов, террористов, напав на нашу страну. Ну, как из вас, из Украины, сейчас бандеровцы, националисты, нацисты, не знаю, как вас только не оскорбляет.
И вот у меня тоже такой встречный будет вопрос, как вашего пленного надо называть, когда вот взяли украинского пленного, как его бандеровец, и так, и так. Он является военнослужащим украинской армии, и все. Ровно так и надо называть. Он может быть военнослужащий украинской армии, может быть грузином, да, из грузинского легиона, он может быть татарином из крымско-татарского, да, вернее, он, ну, из крымского, он может быть любой национальности человек, но он военнослужащий украинской армии. И я думаю, что правильно будет говорить, если этот военнослужащий, вот чеченец, например, попал в плен, называть его российским солдатом или там русским солдатом, потому что они русской армии говорят, русское оружие во славу русского народа и так далее. То есть этот русский солдат чеченской национальности. Вот так будет не оскорбительно. Для другого народа имеется в виду, потому что основная часть чеченского народа, которая находится на территории Чеченской Республики, несмотря на то, что они не имеют права говорить на сегодня открыто, там, поддерживать украинский народ, проводить демонстрации, это очень опасно, смертельно опасно. Но в душе я со многими разговариваю, и мы в интернете очень со многими, мы все поддерживаем украинский народ. Потому что война в Украине – это продолжение русско-чеченской войны. Первая русско-чеченская война началась. Путин родился во второй русско-чеченской войне как монстр, да, как убийца, как военный преступник. Он потом из Чеченской Республики, которую оставил весь мир, как бы наблюдали сверху, думали, сейчас быстро там за 3 дня, как Киев брали, да, точно так же за 2 часа одним десантным полком Горчев, маршал, ну, это министр обороны России на тот период, хотел взять город Грозный. То есть одним полком там, или чем он там хотел, не знаю, взять город Грозный, вообще республику. Ну, эти 2 дня у него растянулись на 2 года, и причем российская армия очень жестоко проиграла эту войну, первую русско-чеченскую войну. Потом была пауза, да, были Хасавюртовские соглашения и так далее, отложенный статус. Ну и Путин потом, не теряя времени, вот уже при Медведеве зашел в Грузию. То есть это безнаказанность, которая была вот позволена Путину и России за народоубийство, за геноцид чеченского народа в Первой русско-чеченской войне, вылилась в захват грузинской территории, в захват Крыма, да, и Луганска, Донецка, и полномасштабной войны 2024 года. Поэтому, когда вы говорите, да, вот украинцы, ну, я вот чеченец, да, я ненавижу этих людей, которые воюют против нас, вот это мой родной брат там будет, никакой разницы нету. Не выпирали в угоду русским, угоду Путина, вот это кадыровцы, там еще какие-то. Кадырова, каждая, я не знаю, кому не лень, упоминает Кадырова. Кто такой Кадыров? Давайте разберемся потом, чуть попозже, может быть. Кто такой Кадыров, что он себя представляет и почему эту армию, да, которая напала, русская армия, которая напала на Украину, почему-то стали называть, пряча за ними русских, кадыровцы и там боевые буряты, да, и больше ни о ком речи нету. Остальные где? Хусейн, Да. Хусейн, ты упомянул демонизацию чеченцев вообще в мировом пространстве, в информационном поле. В принципе, она давно идет, очень имидж испорчен российской пропагандой зверски, я точно знаю. Да и все мы. И у меня как раз тут по теме возникает вопрос. Вот смотрите, он, в принципе, касается нас всех, но в первую очередь адресован Владимиру. Но все могут об этом высказаться. Давайте, вот Россия терпит неудачи в реализации своих имперских безумств в Украине. И вот наступает момент, когда ей требуется громоотвод, такой козел отпущения. Нет ли у вас ощущения, что на эту роль как раз и готовят чеченский народ, потому что его демонизируют с каким-то оголтелым напором? Не придется ли потом, в том числе и нам, отвечать за путинские зверства? При этом, при всем, мы являемся заложниками Российской империи. Вот наш народ и наша земля. Вот что вы об этом думаете? Я не сильно понимаю, к чему это должно привести, то есть какое здесь рациональное зерно. Именно вот в демонизации чеченского народа. Вот Россия обломалась в своих имперских планах. Так? Да. Демонизирует чеченский народ. Дальше что? К чему это должно привести? Зачем это делать?
Ну, просто чтобы объяснять какую-то природу какого-то процесса, нужно хотя бы понимать в теории, да, а зачем, мотив. Ну, Ибрагим, я могу сказать, давай, Хусейн, ты. да, я могу сказать, потому что Россия свои все военные, вот просто надо видеть, это же невооруженным глазом видно, все военные преступления, совершаемые российской армией, Путиным, Медведевым, вот эта вся риторика, да, за этим прячут, за фигурой Кадырова, выпирают постоянно Кадырова, и мы мало слышим о Путине, мало слышим о зверствах русской армии, даже умудрились в Буче, да, когда там ни одного чеченца не было, даже Бучу свалить на чеченцев. То есть вот эта вот манипуляция, да, приводит к тому, что, ну, почему это приводит? Потому что чеченцы, да, вот это имя, которое мы сделали в 96 году, победив русскую армию, это стало символом, каким-то трендом, каким-то, ну, таким, как в виде Coca-Cola, бренд такой, да, страшно сильный бренд, который бьет по ушам. И этим брендом пользуется Россия, пользуется пресса, вот здесь в европейской прессе. В Австрии, где я живу, каждый день газета чеченцы, других не пишут, а вот про чеченцев пишут. Это делается для того, чтобы вот именно объектив направить вот на этот народ и убрать внимание с военных преступлений России в Украине. Вот и для чего это делается. Владимир, я дополню, я объясню, как это работает. Вот смотрите, есть некий пример, да, и вот практически все называют русско-чеченской войной чеченская война или чеченская кампания. Это, согласитесь, так. Более того, Да, я тоже так называл, пока меня не поправили. Это и эта поправка очень правильная была. Да, это настолько прошито, что сами чеченцы так говорят. Я так говорил до недавнего времени. Настолько это прошито. Это такие технологии, которые, я вам сейчас приведу пример, уже не на военной почве. Помните, когда, допустим, Путин называл Навального берлинским пациентом? Пока того не стало, когда он пока Навальный не погиб, он наотрез отказывался называть его по имени и так далее. То есть это так работает, это просто такой психологический ход. Или, если помните, была довольно известная встреча Путина с культурными деятелями, и там был такой парень, как Юрий Шевчук, рок-музыкант российский. Помните, когда они вступили в какую-то полемику, там как-то закусились на словах, и Путин повернулся: простите, как вас зовут, вы кто такой? Чтобы Путин, живший в Ленинграде, служивший в КГБ, не знал, кто такой Юрий Шевчук, более того, чтобы к нему навстречу пригласили человека, которого он даже не знал, чтобы это просто невозможно. Это понятное дело, что он прекрасно знал, кто такой Юра Шевчук, замечательно, он прекрасно знал, с кем имеет дело и кто с ним сидит за столом. Просто это вот такой вот ход. Даже в риторике, даже вот в таких вот в названиях себя убрать. Чеченская война, чеченская кампания. Ну какая же чеченская война? Русско-чеченская война. Если хотите, российско-чеченская война. Но так или иначе, по всем правилам, по всем стандартам ее называть правильно именно так, потому что чеченской войной можно, или украинской войной можно было назвать только в том случае, если бы это была какая-то гражданская, внутригосударственная заварушка и так далее. Здесь одно государство нападает на другое государство. Поэтому, пожалуйста, вот так это работает. То же самое с Чечней. Чечня — это на самом деле такая вот оскорбительная, немножко такая кличкоподобная штука. Нет такого понятия. С таким же успехом можно называть Россию Русня, Грузию Грузня и так далее. Понимаете, никто же это, мы не позволяем себе такого. То есть Правильно, Ичкерия. Да, правильно? Конечно, нет, можно не Ичкерия, можно просто говорить Чеченская республика. Там как она будет называться, Ичкерия или еще что-то, это мы потом разберемся. Сейчас, Артур, на сегодняшний день самое приемлемое — это Ичкерия, потому Пусть будет, и у меня с этим вообще моментом нет вопросов. Да, иногда ассоциируется с Кадыровым, с этой властью, которая дома, для того, чтобы разъединить, понять четко, о ком идет речь. Я просто сейчас указываю на то, как работают механизмы пропаганды, несмотря на то, что это вот такая вот, извините за выражение, задница носорога, которая вот так вот хвостом размахивает свои фекалии прямо перед лицом, а мы это не видим. Это работает, и даже сами чеченцы привыкают, говорят Чечня, говорят чеченская первая, чеченская вторая. Настолько это мощно, и вот поэтому отсюда и вытекают такие вещи. И поэтому
поэтому вопрос, в принципе, эти же корни имеет. Нет ли у вас ощущения того, что, ну, не просто так такая оголтелая демонизация для того, чтобы потом, ну, пусть не всех-то точно не получится, но какую-то часть собак повесить на чеченский народ и так вот что-то, хотя бы что-то переложить со здоровой головы, с больной головы на здоровую, извините. Нет у вас? Понял. Во-первых, я благодарю вас за то, что вы мне разъяснили по поводу, как нам называть чеченцев. Я надеюсь, что другие чеченцы, которые это услышат, прекратят мне писать бесконечно в личку, что их нужно называть не чеченцы, а кадыровцы. Потому что я уже устал задавать один и тот же вопрос. А если завтра вместо Кадырова придет, извините, Майдадыров, мне их сразу нужно начать называть майдадыровцы? А сколько там? 85 субъектов, или сколько, я вот точно не помню. Да, 85 субъектов, порабощенных Московией в Российской Федерации. Мне нужно представителя каждого этого народа называть именем главы этого народа? Ну нет же. Конечно. Я же не прошу называть украинцев, которые на сегодняшний день живут в оккупированном Крыму, аксеновцы. Я же не прошу называть украинцев, которые на сегодняшний день живут в так называемой ЛНР, пасечниковцами, да, по имени там вот этого псевдоглавы. И не прошу называть украинцев, которые живут в так называемой ДНР, пушилинцами. Но страшнее всего то, что если, что вчера их тогда должны были бы все называть Захарченко, сами, потому что по имени Захарченко. Ну, никто не просит, вот, называйте так, а не называйте так, да. Но ко мне почему-то все время, вот, я просто хочу, чтобы это услышали другие люди и перестали этим заниматься. То есть у меня есть обращение, не знаю, может, вы будете с этим, будете это оспаривать, как-то, может быть, меня поправите, а может быть, нет. Но, по-моему, чеченцам, которые ходят вот в личку и пишут вот это «называй так, а не называй так», нужно понять очень простую вещь. Среди украинцев, среди чеченцев и даже среди россиян есть люди хорошие, есть люди патриотические, есть люди разумные и есть люди-предатели. Правда, если говорить о россиянах, то во всех народах этот коэффициент колеблется где-то там, знаете, 90/10, то есть 90 нормальных, да, а 10 вот выродки, то в России почему-то, по-моему, получилось совсем наоборот, ну, с точностью да наоборот, да. И чеченцам точно так нужно понять, как мы, украинцы, понимаем, что среди нас есть предатели. Есть предатели, которые живут в Донецкой, так называемой Народной Республике, Луганской, так называемой Народной Республике, в том же Крыму, да, аннексированном, временно оккупированном, короче говоря, на временно оккупированных территориях. Есть предатели. И есть люди, которые не просто, они, как сказать, их заставили пойти воевать. Их принудительно мобилизовали. Есть люди, которые сами идеологически прониклись российской пропагандой и пошли воевать. Но мы не начинаем их называть аксеновцы или пушилинцы. Мы их называем предатели украинского народа. Враги. И кто-то просто предъявляет, что к чеченцам другое якобы отношение у нас, да, нежели к каким-то другим народам. Ну, вовсе нет. Если бы я общался с представителем чеченского народа, я бы с ним общался ровно так, как я общаюсь с представителями всех остальных народов. Я и с непальцами общался, я и с дагестанцами общался. Тем более, когда есть... И с белорусами общался, да. И вы можете послушать. Я всего лишь пытаюсь понять мотивы поведения этого человека в первую очередь. Я пытаюсь понять, его заставили действительно, или он сам захотел. Потому что если он сам захотел, то дальше уже моя задача показать ошибочность его действия. Показать другим. Мне даже, кстати говоря, кажется, я думаю, точнее так сказать, я допускаю, что если бы в первую российско-чеченскую войну проводили бы подобную информационную кампанию с российскими пленными и широко это освещали на Россию, то возможно, и так вплоть до Второй российско-чеченской войны, то возможно, России бы в тот момент не удалось бы так демонизировать чеченцев.
Возможно. То есть, если бы вы делали бы свою контрборьбу, именно информационную, то, возможно, России не удалось бы на тот момент демонизировать чеченцев. Но, насколько я правильно понимаю, именно демонизация чеченцев, там всякие подставные мошеннические игры помогли на тот момент России снова бросить против Чечни, против Ичкерии на тот момент свои силы. Вот, Ну, я называю это такое от Путина такое политическое айкидо, когда ну, он вот, сумел силу чеченцев использовать против них самих. Поэтому, да. да. А что касается, я же просто не ответил на вопрос, я поблагодарил, что вы мне объяснили, да, и еще немножко высказал свою мысль относительно других реплик представителей вашего уважаемого народа. И касательно демонизации, да, смотрите, если мне каждый третий пленный, с которым я общаюсь, говорит, что в так называемых заградотрядах или в так называемой полиции, Так. военной полиции, которая там вот занимается тем, что прессует, грубо говоря, других русских военных, я буду говорить русских, просто это не сильно важно, но мы немножко позже к этому вернемся, чтобы вас не триггерило. Прессует других русских военных, да, то есть заставляет их там идти на передовую, или же используется в заградотрядах для того, чтобы расстреливать тех, которые пытаются отступать. Если каждый третий пленный мне говорит о том, что это представители Чечни, что мне с этим делать, прикажете? Или вы думаете, я их заставляю это говорить? Мы видим видео, где так называемый русский пытается остановить чеченцев на Мерседесе. Да? Вы видели, наверное, это тоже? Да, В какой-то хорошей Я не машине, видел, да? что На там. блокпосту, и что-то там пытается ему сказать. И как те выходят и насыпают ему по самое не хочу. Да? И как они боятся. Да? Что делать, если мне так говорят? Я ведь не заставляю их это говорить. У меня нет никаких имперских амбиций. У меня и как лично, и как у части своего народа чеченского, я могу, наверное, даже говорить, что у всех чеченцев имперских амбиций нет, это исторически видно. Нам, пожалуйста, просто нас оставьте в покое и отдайте нам наше. Просто дайте нам Абсолютно возможность аналогично. на своем Абсолютно. маленьком клочке земли делать свое государство. Просто оставьте нас, пожалуйста, в покое. Что же вы так нас, ненавидя нас национально, это я говорю о России, так нас презирая и так обзывая нас всякими нацистскими эпитетами, так нас сильно любите и никак не отпускаете уже веками. Какой-то у меня на этой почве диссонанс. Это Согласен. все, что... Вот. Что касается народов, хорошие и плохие, я точно, абсолютно не считаю русский народ плохим. Я вообще, знаете, есть такое вот понятие, такой эффект, такой феномен, называется он семантическая сатурация. Знаете, когда одно и то же слово повторяешь много-много раз, оно теряет свой смысл, оно просто звучит. То есть любое слово, какое, хоть сахар, хоть хлеб, хоть шифонер, все что угодно, много раз, когда его повторяешь, оно теряет свой смысл. Семантическая сатурация. И вот когда мы везде, где попало, где надо, где не надо, когда мы постоянно говорим, нет плохих наций, есть плохие люди, вот это вот все, это очень правильные термины, очень правильные слова, но они настолько затерты до дыр, настолько уже мхом покрылись, их используют кому не лень, что просто с ними случилась вот такая смысловая инфляция. Они уже практически ничего не значат, просто вот и все. Но при этом, при всем, это так и есть. Нет плохих наций. И я, честно вам скажу, русских, во всяком случае, те, которые, как минимум, имеют у себя в голове хотя бы какие-то базовые навыки для критического мышления, они такие же заложники в своем государстве, такие же, которые боятся. Посмотрите, каким вот людям, у которых есть совесть, и они что-то говорят, какие конские сроки им дают в этой звериной стране по имени Путинская Россия. Конские сроки. Девчонка заменила там какие-то ценники в магазине, ей 6 лет впаяли. При этом... Написала не от войне на ценниках, по-моему, она. Да, просто нет войне. Причем это такие термины, которых с детства в Советском Союзе всех учили, миру мир и все такое. Просто поэтому... Сегодня в России нельзя выходить с плакатами против фашизма? Да там просто жуть, там такое, они вообще уже боятся всего, и там, можно, конечно, по-разному к этому относиться, требовать от них смелости, говорить, вы все трусы, или вы все терпилы, и вот и так, все что угодно можно говорить. Факт, они тоже заложники путинской системы. Я их тоже считаю, этот народ,
У нас русский в народ. Украине Я вполне тоже считаю у их нас заложниками, поэтому я их у в нас в этом смысле Украине обвиняю, они вполне пусть страдают. героически, у нас в Украине вполне героически воюют и те, которые называют себя русскими, и те, которые называют себя россиянами. И воюют они за Украину. В батальоне «Сибирь» и в русском добровольческом корпусе, и в регионе «Свобода России». Поэтому, как я сказал, среди россиян или русских есть нормальные люди, и это неоспоримый факт. То есть я его не пытаюсь как-то игнорировать, понимаете? Другой вопрос, что коэффициент этих вот нормальных людей, их вот как-то так случилось, что он там очень низок. Если говорить про смысловую инфляцию, как вы этот термин обозначили, то я могу сказать, что является венцом смысловой инфляции. А Да, венцом да, смысловой интересно. инфляции является выражение: мы люди маленькие, от нас ничего не зависит, мы политикой не интересуемся. Да, наша То, хата с что краю, да, да, да. да, и еще одно выражение: всей правды мы не знаем. Все не так однозначно. В общем, вы можете вот эти вот слова в одну фразу собрать. Согласен. Вот это вот то, что я слышу, вот это вот то, что абсолютно потеряло ценность, и это те фразы, которыми те самые московиты снимают с себя обязательства за необходимость думать, А принимать решения. эти фразы используют пленные, которых вы интервьюируете? Они их используют? Это их фразы. Я бы о них не Вот как. знал ничего, если бы я их не слышал от них и от их родственников каждый Все, я день, понял. 5 раз в день. Я понял. Не один пленный в день, а их 5 штук, вот так подряд они у меня проходят, и пятерым их родственникам я звоню Да. и задаем вопрос: а вот как так случилось, что ваш вот сын или ваш муж или ваш брат находится вот у меня вот в стране с оружием? Ответ вот такой, как я вам сказал. Все, Всей я понял. правды мы все равно всей правды не знаем. Все, мы не знаем всей правды. Все, о чем ты еще будешь говорить с ним? Понимаете? Вот. Ну, если вернуться все-таки к вопросу демонизации, да, я уже сказал, что время от времени, ну, то, что происходит, да, и про эти заградотряды, и про участие в полиции, в этой так называемой военной. Плюс еще же вы обратите внимание на представителей чеченского народа. Хотите, не хотите, а они как бы более яркие, и они сами себя выводят на вот публичный такой пьедестал, да? Ну, тот же Кадыров, сейчас Абти Алаудинов, а обменами занимается Шамсаил Саралиев, понимаете? Спроси меня, кто у тувинцев там занимает вот эти все посты, я вам не скажу. Хотя тувинцев больше всего за первых полгода погибло тувинцев, на втором месте бурятов, на третьем месте кто там был, но это правда, и я с очень многими из них разговариваю. Но я не скажу, кто у них Кадыров, условно, да? А вот что касается во временно оккупированной Чечне, я их всех знаю. То есть, соответственно, вы понимаете, вы же должны понимать природу процесса. Я Это не то, что согласен. вот мы вот так вот хотим вот их Народ взять, громкий. Я демонизировать. Они согласен. сами себя вот выводят туда. И, соответственно, Это громкий народ, да, согласен. это все, это не кто-то делает, ну, по крайней мере, точно не с нашей стороны, это не какой-то искусственный процесс. Это естественный процесс, то есть, когда про них это говорят, или когда они постоянно мелькают в информационном пространстве, от этого просто невозможно закрыться. Хорошо, тогда так. Что бы вы посоветовали, что этому можно противопоставить? Самим чеченцам, кстати. Что бы вы как это? Я бы ничего бы не советовал, потому что у меня еще масса вопросов, прежде чем что-нибудь советовать, тем более чеченцам. Задайте их нам. По-моему, это, ну, я должен там спрашивать многие советы, на самом деле они что-то там советуют. Вот. Ну, если будут вопросы, мы у вас есть. Да, там просто были какие-то, понимаете, мне постоянно что-то вот пишут, и я вот пытаюсь все время вспоминать, на чем, ну, какие-то такие вещи, которые хотелось бы объяснить сразу и всем, тем более с участием вашего вот представителей вашего народа, да, для того, чтобы это не звучало от меня. Вот говорят, а вот если их заставили, вот этого чеченца, вот его заставили пойти в Украину, да? Так. И вот он вот попадает в плен, да, и вот в плену он говорит, меня заставили, да? Так. То есть вот он вроде хороший парень, которого заставили, да? А иначе там что-то бы сделали бы с его мамой. Вот какие-то такие гипертрофированные вещи, да, мне даже неприятно их повторять, если честно говоря. А откуда мне знать,
что Кадыров не такой же, хороший парень. Что он вынужден делать все то, что он делает, иначе Путин что-то сделает с его женой. И вся свита Кадырова, все вокруг него, откуда мне знать, что они вот, ну, почему, ну, тогда всех можно оправдать, выходит. Очень сложный момент, правда. Здесь я думаю, что однозначного ответа нет. Здесь целый винегрет, целый коктейль причин. Поэтому вот так вот однозначно, вот так вот по щелчку вряд ли я скажу, что это белое, это черное. Невозможно. Более того, что каждый пленный... Но я прошу понять, я прекрасно, я намеренно Я пытаюсь Да. ответить, пускай хоть зашел немного с Магадана, но поверьте, в Киев сейчас приду с мирным, кстати, с мирным, да, с мирным сердцем. Всегда рады, кто к нам в гости приходит, мы им всегда рады, вы это знаете. Я намеренно задаю этот вопрос, зная, что на него очень сложно ответить, чтобы вы поняли, насколько мне, украинцу, когда мне начинают, когда человек пришел с оружием меня убивать, мою жену, мою мать убивать, да, и мне начинает кто-то говорить, как я должен его называть или не называть, понимаете? То есть, ну, это... К вам пришли с войной, независимо от национальности, статуса, кто бы он ни был. Абсолютно точно. Это ваш потенциальный враг, он пришел к вам с оружием, и вы вправе защищать свою территорию, свое государство и своих людей. Вы вправе это делать. Никто из нас, во всяком случае, людей, которые понимают, что такое демократия, конституция и права человека, никто из нас это не оспаривает. Здесь даже ноль сомнений. Здесь вообще даже между нами нет никакой почвы разногласий. А что касается... Я все-таки последнее, что я хочу сказать по этому поводу, неприятное, может быть, это то, что, ребята, услышьте, здесь к людям, которые приходят сюда с оружием, не будет какого-то эксклюзивного, индивидуального отношения. Ну, это логично, да, понятно. Да, тут никто не будет относиться к кому-то лучше и хуже, потому что он чеченец, или потому что он бурят, или потому что он татарин. Все это одинаковые люди. То есть вы хотите сказать, то есть вы утверждаете, что отношение к пленным всем одинаково ко всем, и все идет в рамках... В зависимости от человека. В зависимости от человека. Тогда вот... К пленным относятся в зависимости от человека. Я хочу тогда... Нет. Если про Женевскую конвенцию, абсолютно точно. Она холодно относится, Женевская конвенция, и наши отношения, согласно Женевских конвенций, относятся абсолютно одинаково. Я просто... Украина выдерживает все пункты этой конвенции, все правильно. Вы понимаете, я буду лицемерить, если я вам буду говорить, прям вот идеального же ничего не существует. Идеального же ничего не существует. Есть люди, есть человеческий фактор. Есть он попал на фронте в руки человека. А этому человеку в дом прилетела московская ракета и убила его близких. Как вы думаете, он будет придерживаться Женевской конвенции? Да нет, конечно нет. У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Поэтому я не хочу лицемерить. Но я знаю, что когда они попадают в места лишения свободы, в лагеря для военнопленных, там, где я с ними общаюсь, да, вот там прям вот сотрудники вот максимально стараются придерживаться буквы закона. И самое главное, что их можно проверить, понимаете? Международные организации могут приехать и проверить, и приезжают, и проверяют. И проезжают, и проверяют, правда? И приезжают, и днюют, и ночуют. Там и журналисты, и Красный Крест, и представители ООН, и представители нашего Минюста, и представители нашего координационного штаба. Все они там находятся постоянно. Поэтому это вот не голые слова. А когда россияне говорят, что мы к вашим вот относимся нормально, а они приезжают, был 120 килограмм, приехал 45 килограмм, и доступом малейшего они не дают никогда к ним, и тому же самому Красному Кресту даже. Ну, вот тогда это голословные вещи получаются. Я хотел бы все-таки... Я уже вообще-то все спросил и все сказал. Самое интересное, да, из того, что вот меня вот как-то это все беспокоило. А вот про отношения... раньше россияне тоже так относились в плену к Хусейну, хотел бы поинтересоваться. О, Хусейну есть что рассказать. Можно я тоже впишусь в ваш разговор? Да, это Ибрагим, напоминаю. Да, Ибрагим, извините, да, извините. Насчет вот этого демонизации чеченцев я бы тоже прокомментировал бы со своей стороны. Ну, сначала я чуть-чуть тоже объяснить хочу вот эту ситуацию. Да? Вот мы здесь сейчас общаемся, в данный момент вообще цель нашего вот этого общения здесь. Я думаю, скорее всего, это просветительское, да? То есть вот мы
как бы чеченская демократическая партия, скажем так, ну вот люди, которые здесь сейчас беседуют, как бы видим, что судя по тем же самым каким-то интервью с пленными, там, ну и вообще происходящим в СМИ Украины, что вообще украинцы, они не информированы вот, как бы по чеченской ситуации. Такой правильной информации нет. И вот наша задача максимально, потому что вот тоже, если понаблюдать, посмотреть по сети, интернет, YouTube, там всяким этим соцплощадкам, там сидят разные какие-то радикальные люди, да, какие-то непонятные, то есть говорят от чеченского народа какие-то вещи. Даже после вот этого, то, что с Карпенко было интервью, да, после этого понеслось, я не знаю, выпады, скажем так, грубо говоря, да, там какие-то люди делают какие-то заявления, которые в сущности вообще не имеют отношения к Ичкерии, да, как к чеченскому национально-освободительному какому-то движению, а преследуют свои какие-то, скажем так, политические, ну, политисламистские, скажем так, цели, там, идеологические и так далее. И вообще-то вот эти люди, они в большинстве используют и саму Ичкерию как плацдарм, и ту же Украину как плацдарм для своих каких-то идеологических вот этих интересов. Да? Ну, я это говорю как сам в одно время бывший, да, вот такой свидетель или участник вот в этих рядах. Насчет вот демонизации, возвращаясь к этому, просто чеченцы – это единственный народ, который вот под этой, скажем так, под неволей России находящийся, который уже на протяжении 4 столетий пытается вырваться оттуда, у него не получается. И вот эта борьба, у нас вот это все равно сидит во всех, ну, в большинстве, скажем так, чеченцев. И то, что произошло после развала вот этого Советского Союза, да, когда чеченцы первые взяли курс на независимость, кстати, всем соседским народам тоже предлагали поддержать вот эту нашу идею и включиться как бы, ну, к сожалению, тогда не согласился никто на это. И вот своим каким-то путем чеченцы пошли. Потом вот эта кровопролитная война была, около 120 тысяч жертвами, после чего был подписан мирный договор в Москве. И там, кстати, есть тоже документы, по которым Россия обязана выплачивать 160 или 170 миллиардов. То есть эти выплаты, они все еще в силе как. То есть вот это вот в будущем, да, ситуация, если Россию там усмирять всем миром, мы просто другого и не представляем, да, что Россия там Украина падет и так далее. То есть Украина просто не может не победить в данной ситуации, и Россию надо будет усмирять смирительной рубашкой там и так далее. То есть и после вот этого какого-то передела, да, перестроя там, у чеченцев будут свои претензии, то есть на свое. И чтобы вот это вот как бы сбить вот это все, как бы за такое, ну, закладывание на будущее вот это вот своих каких-то интересов коварных. Вот в связи с этим вот сейчас происходит, вот, начиная с 2014 года, кадыровцы. Я полностью понимаю украинцев, да, точно вот как Владимир высказался, что любой пришедший с оружием – это враг. Мы тоже не разбирались. Будь то украинцы, которые в русской армии к нам шли, будь то башкирский какой-то, бурятский ОМОН, будь то там удмурты, нам без разницы. Это одни русские солдаты для нас были. То есть враг, который шел… Вот я сам тоже участник, да, и там позиционных боев, начиная со второй русско-чеченской войны, потом около 4 лет был в партизанском сопротивлении. И мне тоже вот это весь русский. Потом был пленен, да, узник пыток, я вот сам. Вот эти люди потом, которые идут к вам, да, чеченоговорящие, я сам как бы пострадал от них, да, и вот 300 тысяч чеченцев находятся вот сейчас как бы в Европе, точно так из-за этого, да, там, потому что их преследуют и так далее. И вот это вот как бы
то, что украинцы подхватывают, это там тоже неправильно все-таки. Просто вот сейчас у русских нет мотивации закидывать чеченцев в качестве пушечного мяса в Украину. Владимир, Понятно, да? Владимир, смотрите, я могу вам точно сказать, мы можем нравиться друг другу, можем не нравиться друг другу. Я не в личном, а в смысле, в национальном смысле. То есть украинцы могут не нравиться, то есть в этом, украинцы, чеченцы, в этом. Мы можем друг другу нравиться или нет. Я, конечно, за первое, да, чтобы нравиться друг другу. Но я могу вам точно сказать, и вообще всем украинцам, всем гражданам Украины, независимо от их национальности, на этой земле нет другого такого народа, который бы понимал вас так хорошо, как чеченцы. То, что с вами сейчас происходит. Потому что, да, конечно, сейчас эта война, она уже приобрела такие масштабы, которые, ну, просто вообще ни с чем не сравнимы. Но в начале, во всяком случае, первый год, просто мы смотрели как будто в зеркало, как по лекалам просто, и риторика, и тактика, все на свете. И вот все, что этот же человек делал с нами, он делает сейчас с вами. Были у нас свои бучи, это первые самашки, это просто, несмотря на то, что сейчас у всех, каждый сам себе режиссер, у каждого есть своя видеокамера, и очень много документации, именно видео, преступлений и так далее. То есть война в каком-то смысле, даже, можно сказать, в онлайн-режиме таком происходит. Тогда таких технологий не было, но все равно, несмотря на это, уже были видеокамеры, есть много свидетельств, видео в YouTube, кому интересно, могут найти, как зверски они издевались над простыми людьми, села просто уничтожали. И вот первая наша буча, это, допустим, Самашки, потом были и другие, были Алды, были еще другие села. Просто геноцидное отношение, просто с какой-то остервенелой ненавистью, жестокостью прям. Поэтому нет. Мы можем нравиться, можем не нравиться. Другого такого народа, при всем том, что Украину весь цивилизованный мир поддерживает, нам, конечно, такая поддержка и во сне даже не снилась. И мы рады за вас. Никто вас так не понимает, как чеченцы, которые в сердце носят желание стать свободными. Мы вас понимаем как никто. Поэтому в этом смысле мы, конечно, у нас есть большое поле и почва для взаимопонимания. И еще раз хочу повторить, я вот не очень понимаю, с чем это связано, кроме как с желаниями отдельных личностей там хайпануть. Но может быть на том, что может быть, я это допускаю, мой коллега где-то немножко неправильно использовал какой-то речевой оборот. А может быть и нет. Я даже, честно говоря, это не смотрел. Потому что мы разные люди, мы по-своему, каждый ведет то, что делает, то, что он делает. Я просто допускаю, может быть. Но в таком случае, если ты с нами на одной стороне, ты можешь с нами спокойно связаться и спокойно обсудить вопрос. Совсем не нужно хватать микрофон, бежать в YouTube, лайк, колокольчик, подписка, да, и 10 раз за ролик, 10 раз называть мое имя. Хотя я к этой ситуации даже отношения никакого не имею, прямого. И ни разу ко мне не обратиться. Хотя вы же ко мне обратились, и мы вот на второй день уже с вами разговариваем. Понимаете, да, в чем дело? Вот в чем дело. То есть я за то, что у нас вообще гораздо больше точек соприкосновения, нежели точек каких-то для каких-то разногласий. Да? И совсем не обязательно прыгать как черт из табакерки, да, и начинать там вот эти вот кого-то чем-то клеймить, да. Если ты можешь, если у тебя есть претензии, ты можешь выйти на человека, к которому у тебя претензии, и с ним поговорить. Я лично вот так вот считаю. Да? И эти же люди говорят о каком-то воспитании. А какое воспитание, да? Если ты можешь поговорить с человеком, с которым ты на одной стороне, да? Задать ему вопросы, как мужчина, но ты бежишь с микрофоном, лайк, колокольчик, подписка. Это какое-то другое воспитание. Когда эти люди говорят, что я не могу поговорить с россиянами и с их братьями, которые собираются идти в Украину убивать, да, они говорят, мне бы воспитание такое не позволило. Угу. Ну, у тебя какое-то, друг мой, неправильное воспитание. Потому что я не знаю такого воспитания, которое запрещает человеку говорить правду. И доносить правду до тех людей, которые этой правды не знают. Я не знаю такого воспитания, которое запрещает это делать. Вот. Поэтому я еще раз повторяю, если кто-то и демонизирует чеченцев, если кто-то выводит их вот в этот вот
состояние, да, то это делают Кадыров и его окружение, плюс Путин. И действуют они взаимосвязаны. Это они дают их такие должности. Это они их ставят на такие позиции. Это они их постоянно выводят в публичное пространство. Мы не пытаемся это сделать искусственно. И если вы хотите, я могу вам сказать честно, как украинцы относятся к чеченцам, которые идут сюда воевать. Да, интересно, да. Как к клоунам. ТикТок войска мы их называем. Все. Это честно, это так, как есть. Никто, у нас нет такого, что мы там боимся. Знаете, мы же не россияне, не те, которые русские, не те, которые московит. Это, может, они боятся, человек бороду отпустил, серьезное, грозное лицо сделал, они уже боятся. Потому что они такие, они рабы, они никчемные. Мы не боимся. У нас нет перед ними никакого страха. И мы прекрасно понимаем, что они на третьей линии занимаются тем, чем занимаются, о чем мы уже говорили. И когда кто-то выбегает и начинает по кустам стрелять, мы его иначе, кроме как клоун или тикток-воин, мы его назвать не можем. Так мы их и называем. Вот и все. Вот это вся демонизация тех кадыровцев, о которых... Этот термин тикток-войска, он, кстати, перекочевал и в российский сегмент, и там уже их военкоры так говорят, не стесняются. Правда, потом им извиняться приходится. Пусть извиняются и делают, что хотят, ползают на коленях, что хотят. Да, я понимаю, это о чем. Это их сущность. Они русские, они должны стоять на коленях. Они должны стоять на коленях или сидеть на бутылках. Это они такие люди. Я к тому, что этот термин мы слышали, да. Мы в курсе об этом термине. Да, чеченцев, у меня к этому нет никакого отношения вообще. Чеченцев, наше поколение чеченцев, которые выиграли первую русско-чеченскую войну, которые добыли славу чеченскому народу, да, мировую славу. Это герои, это герои. Герои, да. Вот эти Кадыров и вот эти так называемые кадыровцы, они использовали нашу славу, не являясь такими героями и близко даже, не подражая даже, не смогли даже подражать этим людям, которые воевали, честно воевали, мужественно. Поэтому Россия пыталась, да, вот чеченцы тогда было очень громко, чеченцы, и таким образом напугать украинцев, да, вот сказать, там кадыровцы, чеченцы идут, сейчас чеченцы, но это не те чеченцы, которые за свою родину воевали. Воевать за свою родину одно дело, или там быть под лицом, идти в курятник что-то залазить, это совершенно другое дело. Поэтому это использовалось именно в самом начале. Сейчас все стало ясно, сейчас они стали действительно ТикТок войсками. На ТикТоке или там накидали этих видео, сюжетиков разных. В первой волне они шли, кстати говоря, если вы вот изучали этот вопрос, в первой волне они действительно шли, их действительно разбили. То есть их колонну также разбили, как и остальные. И после того, как уже, видимо, туда, я предполагаю просто, приехали гробы, вот после этого они поняли, что лучше мы будем идти уже там, где уже пройдут варвары, эти русские, там уже будем за ними идти мы. Вот эти вот высказывания, да, Кадырова, которые изначально были, что за 3 дня возьмем Киев там, и так далее, вот это вот своего рода месть, да, чеченцам за высказывание Грачева, который за 2 часа брал одним десантом, одним полком десанта. Да, город Грозный брал за 2 часа. Да, и как бы вот эта вот месть, да, неприязнь к нам постоянно из-за того, что мы вот сопротивляемся вот этой вот империи, вот именно в этом выражается. Вот даже есть случаи, когда в плен брали какого-то киргиза там, потом его передавали, какой-то тоже молодой человек, Манкурт. Его передали, и потом он снова как бы там где-то выступает, что он... То есть вот у нас были случаи, когда 2 раза русский в плен, один и тот же русский в плен попал, да? Дважды. То есть, да, тоже вот, то есть вот эта же ситуация, она как бы сейчас на нас вот пытаются как бы отомстить нам, да, вот за то, что мы поставили в такую ситуацию эту Россию. Ибрагим, то есть его маме отдали ее сына, и она после этого 2-й раз позволила ему туда прийти. Да. Он был специально лучше. Замечательно. А у вас были такие случаи? Вам известны такие случаи, когда дважды вам попадался один и тот же? Есть такое? Да, но там нет их вины. Там нет вины тех, которые попадались. Там проблема в том, что... вот приведу один случай, такой самый
демонстративной, да, этой ситуации. Значит, у него личный конфликт был с командиром, его отправили, он попадает в плен, его возвращают из плена его везут непосредственно к этому командиру, командир сажает его под конвоем в машину, привозит в окоп, бросает ему автомат, говорит, теперь будешь дальше здесь вот воевать. Вот, ну, а второй раз он уже понимает, что ему лучше попасть в плен, чем воевать, понимаете? То есть он-то уже понимает, что здесь никто ему не будет ничего задувать. Там в России же как говорят, что мы в первую очередь что-то или отрежем здесь им, или куда-то что-то задуем им пену, да? И этот миф, он настолько же широко распространен, как был миф про злых там чеченцев в преддверии Второй русско-чеченской войны, да? То есть, ну, точно так же у них сейчас распространяется миф о том, что в плен попадать нельзя, потому что в плену будут издеваться. Этот миф вбрасывается им специально, умышленно, потому что ни один их солдат не интересен им как человек. Он интересен им как некое звено, которое может, ну, как кусок мяса, который может пройти и чисто вот какую-то функцию свою произвести. Но там они идут, эти мясные штурмы, 5 человек полегло, по их трупам лезут другие 5 человек. 5 человек полегло, по их трупам лезут третьи 5 человек. И, естественно, если эти не будут сдаваться в плен, это им выгодно. Тогда они... солдат Россия не жалеет вообще. Она их когда-то разве жалела? Я просто спрашиваю конкретно. Ну, то есть, поймите, ничего не изменилось еще со времен Жукова или Тимошенко. Ясно. Или еще раньше. Тогда у меня вопрос. Или, может быть, еще раньше, да. То есть... Тогда у меня вопрос как раз вот по этой теме, по теме пленных. Владимир, он, скорее всего, касается непосредственно вашей вот сегодняшней деятельности. Существуют ли у вас какие-то протоколы, какие-то механизмы, которые вы транслируете в массы для тех солдат, которых вот насильно или какими-то другими манипуляциями, возможно, угрозами привлекли в российскую армию и отправляют воевать в Украину? Какие-то протоколы для того, чтобы они, допустим, сдавались в плен, вы транслируете для людей, какие-то инструкции? И насколько им безопасно это делать? Не попадают ли они потом вот в жернова репрессий или еще чего-нибудь? Смотрите, по поводу безопасности вопрос исключительно в их поведении. Потому что, ну, я же ведь с ними общаюсь. Да. Я им сигареты в лагерь привожу этим людям, которые сами сдались. Я же не буду рассказывать, кто из них именно конкретно, и не буду никаким образом это афишировать. То есть мы не афишируем людей, которые сдались самостоятельно в плен. Да, правильно. Ну, а хорошо, если вы транслируете эти механизмы, может быть, мы их озвучим? Хочу жить, у меня QR-код в конце каждого видео, во время видео у меня выскакивает «Сдайся в плен, по такому-то QR-коду перейди». Нравится тебе WhatsApp, иди в WhatsApp, нравится почта, иди в почту. Ну, по открытому телефону, конечно, никто не призывает звонить из России в Украину. Все, я понял. Ну, они не имеют на самом деле доступа к этим мессенджерам. К WhatsApp, к электронкам. То есть, если ты им сам телефон свой не отдал, они это не увидят. И это спокойно, там спокойно людей проводят, и спокойно они сдаются в плен. Даже никто не знает, что они сдались в плен. А история-то у всех, знаете, 50% истории это пошел, не туда повернул, вышел на наших военных, не успел перезарядить, попал в плен. Как бы, знаете. Да, как последний тренд, зашел не в те двери, да. Да, то есть, ну, история максимально простая, история, есть даже такие российские военные, которые в процессе войны, до них доходит, что не надо воевать, а надо сдаваться. То есть, не какие-то там, знаете, что они вот, их теоретически можно даже трусами назвать, да, что они вот идут и уже знают наперед, что они будут сдаваться. Хотя и это не трусы, это умные люди. Но их могут кто-то. В этой ситуации, да, потому что, извините, Украина на Россию не нападала, и отстаивать интересы России на территории другого государства, это просто путинский бред, конечно. Зачем? В чем смысл? Да, это ж... Так что это не трусость. А есть такие, которые приходят с идеями там, с какими-то, знаете. Вот это, например... Это пример приведите, пожалуйста. Что за идеи? Я же не могу вам... идеи? В чертах, без какого-то инсайда. Что за идеи? Имперские идеи, что мы тут вот людей убивали все это время, они понял. Их спасать. Да? Все, я понял, потом они оглядываются вокруг себя и такие, ничего себе мы пришли спасать. Здесь были города, жили люди. Вот какие-то еще собаки бегают, вот еще у кого-то какие-то свиньи и куры пооставались, понимаете? А люди сбежали.
Десятками, сотнями тысяч люди сбежали с этих населенных пунктов, а от самих населенных пунктов ничего не осталось. Они же тоже там не все идиоты. Они оглядываются по сторонам, смотрят, что мы уничтожаем просто. Мы никого не освобождаем, мы уничтожаем, мы лишаем людей их жизни. И доходят, находят и сдаются в плен аккуратненько, тихонечко. И точно так же, как и все остальные, попадают на лагерь со всеми остальными. И живут в общей массе, и точно так же возвращаются домой. Такова система. Другой схема, в принципе, работает, достаточно безопасная, только вопрос человеческой этики. Ну, я же говорю, да, если они сами по себе не каким-то образом себя не сдадут в этой ситуации, то они вернутся просто домой к своим родным. Многие еще умнее. Многие вообще не хотят из плена возвращаться. Ну, я им этого не говорю, ну да, я понимаю, что они еще умнее. А если такой пример, допустим, один из пленных говорит, я домой мне никак, потому что я точно знаю, что я попаду под репрессии или еще под что-то, есть ли возможность, там, допустим, мне интегрировать куда-нибудь в Европу? Вы с таким помогаете или это уже не... Если он сам сдался? Да, если он сам сдался и прошел все проверки, нормальный парень или девушка, неважно. Опять-таки, я не могу этого гарантировать. Да, потому что я неофициальное какое-то лицо. Да, я понимаю. Но, допустим, этой программой не занимаюсь. А давайте так, по моей информации, люди, которые сдавались, да. Если точнее быть, они сдавались с техникой, они уезжали, получали гражданство других стран, там вид на жительство, гражданство, деньги и все остальное. Я понял. Суммы достаточные, по крайней мере, для того, чтобы начать новую жизнь, это точно. И точно лучше, чем та, которая у них была до этого всего. Жизнь свободного человека. Хотел бы вот один такой яркий момент из моего одного интервью, ну не интервью, а 2002 год, 2 дня до начала войны. 2022. 5000-я армия стоит на границе Украины, и вот мы гадаем, сидим там, собрались на стриме, как мы сейчас, 5 человек, несколько человек из Америки, один бывший довольно серьезный начальник, да, из Украины. И вот мы говорим о том, будет война, не будет, нападут русские, не нападут русские. В общем, мы двое говорим, да, возможно, будет война. Остальные говорят, да нет, там санкции ведут, там это, войны не будет. Да, подошла ко мне очередь. Я говорю, знаете, война будет 100%, потому что я 2 раза, да, видел, как она начинается, когда она начинается. Именно она начинается зимой, для того, чтобы населению, гражданскому населению создать невыносимые условия для жизни, отрубить свет, газ, воду и так далее, и население поставить против собственной власти. Вот она начинается, русские начинают всегда, вот посмотрите, любая война начинается у них зимой. Потом я говорю, мало этого, да, война будет по другим причинам, риторика. Риторика точно такая же, какая была перед началом русско-чеченских обеих войн. У нас тоже они осенью, зимой начались эти войны. Потом я говорю, мы не должны сейчас сидеть и гадать, да, будет война или не будет война. Из нашего чеченского опыта, у нас огромный опыт в этом плане. Если нету газа, нету еды, что можно делать, что готовить, это страшно большой опыт был. Но, к сожалению, вот таких контактов серьезных у нас не случилось, да, и мы, чеченцы, не смогли своевременно передать этот опыт. У нас есть опыт, у нас был опыт, и каждый раз, я много раз в интернете пишу, закидываю там на Facebook, я тоже все время пишу, еще с момента, когда Крым был захвачен, да, с этого момента учите уроки чеченского, то есть подразумевая не язык, а именно вот действия российской армии, российской власти на территории Чеченской Республики. Каждый раз, когда они что-то сделают, это уже сделанное в Украине было сделано у нас. Мы, например, не удивились тому, что вот сейчас в роддом они попали, да, в эту больницу. Не удивились, потому что в 1999 году по центральному роддому города Грозного был нанесен ракетный удар точкой У. Погибли там роженицы, новорожденные дети. Я был на этом месте, смотрел, там был в городе Грозном. То есть они били по центру города, населенному. Это еще российские войска не зашли на территорию нашей республики, а уже ракетами били по центру города. То есть
от этих людей, от этой власти можно все, что угодно ожидать. Поэтому удивляться там, ой, не стоит. Надо, вот, к сожалению, да, опять-таки, для меня это как бы печально, потому что ни один руководитель Украины, начиная там с Порошенко, в то время, когда надо было Путину по носу бить и говорит: смотри, что ты сделал в Чеченской Республике, вы военные преступники, вы совершили геноцид над чеченским народом, ни один не упомянул ни разу Чеченскую вообще республику. Вот трагедию чеченского народа. И это очень плохо. Потому что, пытаясь самому спастись, да, не получается. Мы можем коллективно спастись. Не каждый сам. Это мы получаемся как в загоне, да, где-то овцы, да, в каком-то загоне. И человек приходит, одну овцу забирает, вторую, мы за другую прячемся, и в итоге все умирают там. Поэтому мы так, люди разумные, не должны себя вести. Я полностью согласен, особенно с тем, что немножко недоработка была в украинском информационном пространстве относительно чеченского вопроса, в принципе, относительно русско-чеченской войны, относительно того, как несправедливо к вам отнеслись, относительно того, что очень странно, что, кстати говоря, ну вот цивилизованный мир не выступил на вашей стороне, не было помощи. То есть это все, к большому сожалению, ну, то есть я понимаю прекрасно, что это было, и что это несправедливо. За красивые цены на нефть и газ нас отдали на откуп, и достаточно было одного предложения от Путина: это внутригосударственное дело России. Все, да, пожалуйста, почем нефть? И все, это было просто омерзительно по отношению к нам. Мы могли не нравиться кому угодно, всему миру, и, в принципе, я понимаю, имидж нации испорчен, но справедливости мы заслуживали, как и все люди. Это было просто ужасно по отношению к нам. Я вам личный пример приведу. У меня есть, мою музыку много слушают в Украине. В Украине есть большая фанатская база группы «Мертвые дельфины». Я являюсь ее голосом и автором всех песен этой группы. Вот. И один из поклонников моей группы написал мне, он вообще не был в курсе, вообще не понимал, что он просто на эмоциях, видимо, написал: Артур, а как вам вообще нормально вот в такой ситуации, что с нами происходит, давать концерты в России? Он просто не знал, что за полгода до начала активных действий русско-украинской войны я уже концерта не дал, я уже решил, что... То есть я ни одного концерта за время активных боевых действий, вот за эти 2-3 года, последние 3, даже 4 года я в России концерты не играю по своим человеческим и политическим убеждениям. Это не связано с национальностью, не связано с народом и так далее. Это связано только с путинской политикой. Я перестал там их играть. И он мне написал, я ему ответил, сначала я вспылил, то есть человек, казалось бы, знает мою историю. Если он знает группу, он знает, что он в курсе, кто я, откуда и почему. Но я потом подумал, может быть, он просто не в курсе. И я ему вежливо написал, что я не играю эти концерты уже давно, именно потому, что отлично знаю, что с вами происходит. Несмотря на то, что когда был обстреливаемый бомбами российской армией, когда нас убивали в Чечне, и российские рок-звезды, и украинские рок-звезды, которые сегодня в ополчении, которые сегодня сражаются за свободу Украины, имеют право и правильно делают, что ее отстаивают, без проблем ездили друг к другу, давали концерты, собирали стадионы, давали интервью, братались, дружились, женились и влюблялись и так далее. И никто, ни один из них не спросил: а как там Артур? Он вообще жив? Ему есть там что покушать? Как он там вообще цел остался? И, казалось бы, претензия. Но я потом подумал, как же так? Нет. Скорее всего, они просто не знали, как мне было плохо. Они не знали этого. Они сейчас это узнали, и сейчас они могут понять, как мне было плохо. А я уже знаю, и поэтому я проявлю человечность, поэтому я буду понимать, и я не буду сволочью. Поэтому вот так я ему это объяснил. И с нашей стороны мы искренне желаем вам отстоять свое право на свое государство, на свои земли, не позволить им сделать с вами то, что они продолжают делать с нами. Мы, к сожалению, я очень надеюсь, что еще у чеченцев будет шанс создать свое государство.
мы в это верим, иначе какой смысл вообще всех этих бесед? Нет, я об этом как раз же хотел же у вас вот как бы тоже задать вам вот этот вопрос. Дело в том, что мы с вами еще одним очень сильно похожи, украинцы с чеченцами, я имею в виду, одним качеством очень сильно похожи. Я ни у кого не видел такого количества оппозиционных политических групп, как у Украины и как у Чечни. Но Украина, она хотя бы держится пока еще, я имею в виду, в официальных рамках, да, каких-то вот там вот есть такая вот, есть власть действующая, есть оппозиция. А у нас полярность разброс. Да. А у вас настолько, я просто пообщался с таким количеством вот групп, вот как у вас такая вот группа, да, и я уверен, среди вас еще есть другие люди. Общаешься, интеллигентные, умные, образованные, все знают, все понимают. Какие-то, может быть, небольшие, там разные взгляды на те или иные там вещи, но они сильно большие разногласия. И все они почему-то не могут объединиться в какое-то одно движение. 300 тысяч. Вы сами назвали эту цифру. Да. В миграции 300 тысяч чеченцев. Плюс-минус, конечно, понятно, что цифры округлены, но это, да, но вообще, да, около 300 тысяч в миграции, вынужденной миграции, большинство вынужденной, кто-то в добровольной и так далее. Ну, как я, например, то есть я выезжал сюда по браку, по воссоединению семьи. У меня супруга немка из Германии, она из Германии, поэтому я выезжал еще в 2009 году, когда Путина все любили и обожали. То есть я уже тогда понимал, что мне там... Ну, особенно в Германии, да. Да, мне там не место, я выжил. Смотрите, значит, у меня к вам вот на этой почве, вопрос такой политического характера. Вот это вот Одиссея Орбана, да, которая сейчас прошла. Он поехал туда, поговорил там, поговорил здесь. Даже если пройтись по верхам, только по тем вершинам айсберга, которые весь мир видит, понятно, что он ездил и пытался найти какие-то договоренности и так далее, где-то, может быть, себе политический капитал заработать, но это как следствие. Скорее всего, вот по попытке о каких-то там договоренностях и так далее. А догадаться о том, что закулисно, с подводными, под такими камнями, там точно было очень много информации, которую, конечно, до общественности нигде никто не донесет. Это само собой, понятно. Понятно, что он приезжал с какими-то, скажем так, предложениями, которые в прессе никто не будет озвучивать. И вот он прокатился, проехал, и очень много пошло разговоров с обеих сторон, даже нет, с разных, даже вот не участников непосредственно конфликта, и в Англии, и в Америке, и в Германии очень много стали говорить, кроме России и Украины, о каких-то возможных переговорах и так далее. Что вы лично об этом думаете и какие настроения касательно этого в украинском обществе? И если вдруг действительно к этому идет, и никто не против этих переговоров, на каких условиях они, на ваш взгляд, могли бы быть, которые бы, допустим, Украина приняла бы, согласилась бы с ним? Вот объясните мне это, пожалуйста. Это прям крайне сложный вопрос, такой максимально общеполитический, и да. Думаю, он даже не к пересечному громадянину, как это сказать, чтобы вы поняли, не к среднестатистическому гражданину, да, такому, как я. Мне сложно об этом рассуждать, но я точно могу понимать, что Орбан – это несерьезная какая-то политическая фигура, что это человек, который, да, он пытался, да, он как бы прощупывал почву, но никаких серьезных предложений никому он не сделать не мог. Он, грубо говоря, приехал узнать. А что вы думаете об этом во всем? Просто такая разведка. Да. Его разведка ничем хорошим не закончилась. Сейчас вот газ по дружбе перекрыли для Венгрии. Понятно. Все, что он заработал. Я понял. Артур, Владимир по поводу военнопленного задавал вопрос, так и не сумел ему, не успел. Да. И закончу. А сейчас Джонсон там прям с Трампом переговорили, и он прям выдал простыню этого мирного плана прям по пунктам, да, что это может быть. Вот, на что как бы будет предлагаться. А еще идет мирные саммиты мира, да, куда вот хотят Россию затянуть, да, и выдвинуть ей свое предложение. А Украина согласна с планом Джонсона или нет?
Украина не давала никаких официальных оценок. Что же Они я официально, могу вот давать? по ощущению, по запаху в атмосфере, как вы считаете? Смотрите, по запаху в атмосфере я вам могу сказать, что есть победа для России. Для Да, начала давайте да, подумаем. да, Да? давайте. Что для них победа? Вот я это задаю вопрос время от времени пленным, задаю время от времени их родственникам. Ну, чтобы у них в голове что шевелилось, да, Да. вот задаю им это. А что для вас такое вот победа? Как вы это видите? Я вам скажу, что такое для них победа. Победа – это то, что им скажут по телевизору. То есть, если мы заберем, выйдем на границы 91 года, да, все свое себе вернем, да, они скажут, ну вот видите, а если бы мы вот это вот все не делали бы, да, не напали бы, то они бы на нас бы напали, и часть бы наших территорий бы забрали. А Ну, так это- мы вот молодцы, красавчики. Это видите? анекдотичная ситуация. Это согласен? не вообще для российского потребителя телевизора. Они будут вот так хлопать и говорить, вот это вот мы всех переиграли, вот молодцы. Понимаете? Вот это так будет. Понимаете? Вот. То есть для них победа – это ровно то, что им продадут по телевизору. Границы 91 года, границы до февраля 22 года. Что бы им ни сказали, это они в любом случае это схавают. Вот в чем дело. Но что они хотели на самом деле, вот важно понимать. А на самом деле они хотели захвата полностью Украины и уничтожения украинцев как украинцев. Да. То есть как свободной нации. Вот это была их цель. Поэтому в моем понимании, даже то, что есть на данный момент, мы, украинцы, уже можем понимать как победу. Да, еще не полную победу. Да, это пока что только такой момент, что мы смогли это сдержать. Мы не дали захватить эту страну, нашу страну. Мы остались, мы субъектны, мы сами принимаем решения. Украина остается Украиной, все-таки украинцы остаются украинцами, понимаете? Да. И в данный момент мы понимаем, что это большое достижение. Потому что когда они ворвались, весь мир не верил даже, что мы их сдержим. Вот вдумайтесь, наши западные партнеры вместо того, чтобы предложить нам танки и авиацию, предлагают Зеленскому президенту Это выйти. я помню, да. Ему предлагали убежище в Америке, точно, я помню, да. Это разве не говорит о том, что они даже не верили? Это о многом Всё, говорит. они уже готовили Факт. правительство в изгнании. Факт. Они спорили только о том, сколько это продлится. 3 дня, неделю, может 2 недели. Понимаете? Вопроса, что мы их сдержим, не было. Но мы это сделали. И я понимаю, что на данный момент это огромное достижение. Даже то, что мы имеем, вот это уже нужно уметь ценить. Что будет дальше? Это очень сложно. Тут зависит уже даже больше от нашей мудрости. Вот как мы тогда не усвоили чеченский урок, если бы мы его тогда усвоили, как вы вот говорите еще, при прошлой власти, да? Да. Мы бы намного больше знали бы, мы бы готовы были бы к совсем другим вещам. В том числе и отношении к нам, наших западных партнеров. Что это может повернуться не так, как мы себе представляем. Угу. В том числе и к жестокости, в которую даже многие не верили, многие не представляли. Но мы тоже развиваемся. Но от какого-то ответа, соответственно, я дальше просто мог бы говорить о том, что украинское общество, оно все еще неоднородно. Все еще неоднородно. Это сильно чувствуется или уже какие-то углы стираются? Углы стираются, безусловно. То есть, да, если раньше возникали какие-то разночтения по поводу, например, использования языка, государственного, тобто украинской мовы, да, то сейчас уже вот стерлось это, да. Все говорят, все говорят, вот, тут из того, что я вижу, да, все говорят, как им удобно, да, как и говорили. Но все стараются все равно переходить на украинскую мову. На и государственный язык. В крайнем случае, никто уже не пытается говорить что-то там о двуязычии там, или еще о чем-то таком, потому что все равно уже, в основном все уже, до кого уже не дошло, так это их ничего не поможет, но так уже все начинают постепенно понимать, что в том числе Россия будет использовать
использовать и языковой вопрос для вторжения. И она придет защищать русскоязычных даже туда, где русскоязычные ее об этом не просили, понимаете? То есть, когда я могу использовать этот язык для того, чтобы пообщаться с чеченцами, да, и для того, чтобы, ну, с нормальными, да, противопутинскими, да, и найти с ними какие-то, вот, обговорить какие-то спорные, может быть, вопросы, да, это, я считаю, это нормально. Лучше бы, конечно, если бы мы с вами поговорили... Да, это инструмент, да, если он есть, да. почему бы его не использовать? Все верно. Лучше бы мы, конечно, использовали, там, скажем, английский. Английский, например, да, я не против. Да, или немецкий, да. Да, но тогда бы нас все-таки надо понимать, что еще нужно. Поняли бы гораздо нужны какие-то меньше, поколения, да, для того, чтобы это полностью отойти от этого. Еще нужны какие-то поколения. Но да, углы перестают стираться. Самое главное, что все поняли, что враг-то Россия. Ну как вот не крути, да, враг-то Россия. Вся наша проблема, если она есть, то она заключается только в том, что мы где-то дали слабину, где мы могли быть сильнее. И вот об этом нужно думать. А, например, где, по вашему мнению, вы дали слабину? Ну, слушайте, я не сильно хочу идти в внутреннюю украинскую политику. Я не настаиваю, просто если вдруг вы просто посчитайте сказать, количество у нас взорвавшихся складов с боеприпасами и получите намек на то, о чем я вам говорю. За последние... Представители Министерства обороны, которые работали на России, в МВД, да, там много. Факторов. Очень много больших проблем. Я думаю, это всем понятно, да? Вот. Но я, опять-таки, вот на этом языке я не хочу говорить про внутренние проблемы Украины. Я понял. Понимаете, да? Имеете право, да. Вы не настаиваете. Я у Хусейна хотел все-таки пообщаться по поводу вот и Ибрагима, по поводу военнопленных, по поводу отношения к военнопленным. Потому что я из тех, что я слышу, да, кстати говоря, с первой российско-чеченской войны тоже есть кадры, где, видимо, с камерой снимали журналисты, и там тоже общение с пленными, и там тоже им задают вопрос, чего ты сюда пришел. Ну, в принципе, ничего не изменилось, они отвечают все то же самое, что отвечают сейчас. Вот, но дальше это не пошло как-то в более какой-то такой конструктивный диалог. Но дело в том, что тогда, на тот момент, был такой комитет солдатских матерей в России, да, и они были активными, их слушали. На данный же момент это полностью подконтрольная ФСБ организация. То есть, как по вашему мнению, россияне еще больше зомбировались за это время? Уверен, что не только зомбировались, сейчас их до того, как начать войну, Путин запугал весь народ вот этими всякими, если белой бумажкой выходишь, просто ничего не написано, забирают. Если что-то говоришь против войны или так далее, забирают. То есть люди в страхе, да, они уже парализована воля полностью, у них парализована воля. И помимо этого Путину удалось, да, вот эту элиту прикормить. Будь это солдатские матери, потому что это же вначале организация создается из каких-то людей, которые пострадали, потом эта организация превращается вот в какую-то близкое к государству организация, которая уже свои интересы, там деньги и так далее, все крутится вокруг этого. Поэтому такой живой организации, никаких солдатских матерей на сегодняшний день нету. В городе Грозном я их часто видел. У нас в главном штабе они приезжали, солдатские матери, и это руководители этой организации приезжали, искали своих сыновей, жили у нас, ночевали, ухаживали за ранеными даже, которые у нас в госпитале, русские военные, солдаты вот эти лежали. В первую войну это было как бы, в основном срочники были, молодые пацаны, там 18 лет, там 20 лет, такие вот. И потом уже чуть-чуть попозже, на второй фазе первой войны начались ОМОНы, там уже более серьезные, более взрослые люди, их начали контрактники пошли, более серьезные начались эти дела. И эти солдатские матери вот жили в чеченских семьях, приезжали, жили, мы там содержали, я был... контролировал все эти военнопленные, списки там военнопленных, содержания и так далее. В селе Черюрт у нас детское, бывшее здание детского садика, приспособили его, в других помещениях не было таких больших объемов. И мы там содержали военнопленных. И с ними вместе жили солдатские, вот эти матери этих военнопленных. Они им готовили, стирали, там все такое, жили вместе и ожидали своей участи, да, там обменяют или их не обменяют, все такое.
Вот однажды я присутствовал, вот уже 96-й год, забрали старшего брата Жохара Дудаева. Вот он попал, его забрали в Моздок, там было видео, как он обращается к своему брату, там, ты понимаешь, в какой я ситуации нахожусь и так далее. То есть, может быть, хуже, ну, все такое. Ну, понятно, человек взрослый, если Жохару Дудаеву тогда было уже под 50, то этому уже за 50, давно под 60 было. И наши ребята взяли 11 ОМОНовцев, один блокпост, налетели на блокпост, забрали всех ОМОНовцев, и потом этих ОМОНовцев мы потом поменяли на наших, привели. Короче, я вот на своей машине, у меня тогда Land Rover был, такой джип такой. В этот джип мы погрузили 11 вот этих военнопленных русских и повезли в эту зону, где мы обменивались. Русские туда привезли брата Джохара Дудаева, и там человек 11 коллег, фактически покалеченных людей. Двое были на носилках, да, и эти двое через 2 дня умерли. Вот такая история была. А так, это страшно. Это в первую русско-чеченскую войну я был в Лефортове, обменяли потом на 2 офицеров, нас привезли, обменяли. И во вторую войну я уже попал в Ханкалу. Это уже известное место дислокации российских войск. Там вообще условия вообще не бесчеловечные, да. Стоит вагончик, чабанский такой вагончик, 2 на 2 с одной стороны, такой, ну, на колесах за трактор цепляют, который возит. В этом вагоне нас содержали 11 человек. В одном отсеке, не в 2 отсеках, а вот именно на площади 4 квадратных метра, да. 11 человек. Посередине стояли 2 козла, на них положена вот эта дверь, полотно дверное, положили туда, и один матрас такой земляного цвета лежит сверху. Здесь мы должны были там спать 11 человек на двери, вот просто представить себе, да? На некоторые места не хватало, ложились на полу, это был май месяц, днем невыносимая жара там, да, солнце припекает, ночью холодно. Никаких там других приспособлений, одежды, что-то, подушки, там какой, ничего не было. Еду нам не давали абсолютно, да, давали воду, а потом в туалет не выводили никуда, мы должны были, ну, взрослые, у нас же это как бы субординация очень сильная среди чеченцев. Вот я взрослый человек, я же не могу перед каким-то пацаненком в туалет ходить, да, это вообще у нас как бы считается. Но мы должны были вот по-легкому идти в эти бутылки из-под пепси-кола, там пустые бутылки. Потом кого-то выводили, они выносили эти бутылки. Потом для того, чтобы поучаствовать, да, в этих процессах, вот один вечер, я помню, привели повара, который там работал поваром, для того, чтобы побить чеченца, да, вот ему это важно было, он поедет домой, и дома расскажет, вот я чеченца там побил, все такое. Такие постоянные унижения, да, вот попытка унизить. Унижать может человек, который, ну, трус может, да, только унизить. Мелкое чмо, я за вас скажу, мелкое чмо. Абсолютно, да. Вот эти чмошники пытались нас унизить, хотя, ну, мы в таком стесненном положении, мы-то и не унижались перед ними, но бить они вас могли. Убивали там, не могли убить, а убивали. Вот примерно до меня там был один, сейчас его нет уже в живых. Нашхо такой парень был, командир небольшого отряда. Ему предлагали, его вывели, там был нальчинский рубок, по нему дали пистолет, да, а там сидел один парень, Руслан, журналист, и сказали, пойди вот этого застрели, ты можешь выйти на свободу. Просто стреляем в него, убей, там на него заведут дело, и будет он всю жизнь потом стучать, будет делать, исполнять их неволю. То есть такие процессы. А до того, как я туда пришел, вернее, привели, как раз вот это у нас было Комсомольское, да, где большое побоище фактически окружили село Комсомольское, да, в 2001, кажется, 2000 году. И там около 700 человек наших бойцов погибло. Это самая большая утрата была за всю эту войну, за обе войны. Такого количества никогда погибших у нас не было. Вот там погибли эти люди, потом плененных оттуда привозили на Ханкалу.
И вот эти ребята, которые эти процессы видели, рассказывали, как их пытали. Эти люди лежали, например, там ну, разорванная нога, да, там половины ноги нету, кости торчат, вот подходит, ногами бьет по этой оконечности, пытает. Такого рода там пытки они проводили, это просто даже вспоминать сейчас о том, что мне рассказывали об увиденном, уже и говорить нечего, да, просто до такого ужаса было. Но были, у нас же были еще вот эти, мы же там говорим сейчас, геноцид, там были самые настоящие концентрационные лагеря в городе Грозном. ПАП-5, ПАП-1 назывались. ПАП – это автобусные парки, где раньше гаражи были большие, в этих гаражах создавали эти камеры, пыточные камеры, там столько людей они убили, это ужас. Это половина Грозного проходила через эти пытки, женщины, девушки, парни. Есть свидетельские показания этих людей тоже, как жестоко они относились к нашему народу. Жестоко именно относились, вот как к украинцам, именно по национальной признанности, из-за того, что мы чеченцы, а не другие, по национальному признаку. Знаете, И такие действия называются вообще-то геноцидом, да? да. Точно такое же в Украине сейчас происходит, вот такой геноцид. Они до такой Можно я? степени... Да, говорите, извините. Да, я Ну, просто... Ибрахим, ты хочешь сказать? Давай. Я хотел прокомментировать, потому что тут тема от темы уходит, и получается как-то неудобно. Я хотел бы вот предыдущую тему о разобщенности в нашем обществе тоже проинформировать, да, у нас же тоже информационное вот это дело, информировать друг друга. И дело в том, что, к сожалению, вот в нашей среде это то, что происходит, вот эта вот разобщенность, она это не естественным образом. То есть это не произрастает как-то изнутри общества, оно экспортировано, то есть от России, да, и вообще наше нахождение в Европе, скажем так, это было такое умышленное выдавливание людей, не как бы инакомыслящих, да, которых выдавили, потом установили там вот этот уже диктаторский режим полностью и потихоньку начали перекидываться как бы пропагандисты вот эти вот, потом, как я их называю, вот эти российские, ну, здесь их посольства, да, банпритоны, через которые они действуют здесь, и тоже там на местах свои люди. Просто в нашей среде, вот что у нас поймали, нашу слабость какую-то, это на религиозной составляющей, то есть через вот эти идеологические приемы, вот эти, используя идеологические инструменты, это вот так примерно работает. Да? И дело в том, что, можно сказать, все вот эти представляющие на чеченской политической арене там, чеченцев, да, люди, они все тем или иным образом как бы фундамент у них вот на идеологиях как бы построен. Да? То есть эти люди, они занимаются политисламизмом. И вообще цель создания нашей партии, мы тоже там с некоторыми людьми работали, общались, как бы пытались совместно объединить наше общество здесь, находясь за рубежом. Ну, это не работало, потому что сзади стоит вот эта идеология, у которой полностью отсутствует наш интерес, то есть интерес нашего народа, какого-то сплочения нашего. То есть, это какая-то религия или что, или какое-то ответвление религиозное, что это, о чем? Ну, в целом их там много, да, сейчас появляются вот эти всякие ответвления и так далее, и тем или иным образом вот через них как бы противопоставляют людей вот этих друг другу и вообще полностью сбивают как бы нас с курса, да, вот освобождения своего государства там или общенационального интереса, на котором мы единственное то, на чем мы можем сплотиться и работать уже на общенациональную пользу там. И вот в связи с тем, что нету больше вот в нашей среде ничего такого, да, вот нам пришлось создать партию, как бы организовать, и мы вот ведем в основном просветительскую работу, пытаясь как бы затянуть наше общество
Ну, это как бы для информации, да, мы все-таки, ну, я вообще-то надеюсь, что и в дальнейшем еще можно будет вот так вот общаться друг с другом, проводить вот такие беседы, они очень важны. Возвращаясь к вот этому, как бы, к русскому плену, да, вот, к теме. Я тоже вот узник, которого, ну, просто от уже невозможности вести сопротивление, то есть вот этого партизанского. На каждом шагу тебя могли Мгм. предать, короче. То есть в последнее время, 2004 год, когда еще я там находился, было очень сложно. И, ну, в итоге меня все-таки сдали там. И вот отличие от Хусейна, таких привилегий, короче, в мой адрес, да, не было применено, да, потому что я содержался вообще там в каком-то бункерном помещении, постоянно с мешком на голове, там, вообще в сырой комнате, над которой была душевая, и вот это дело лилось постоянно туда. Там, как они морят голодом, я знаю, как они бьют токами, как избивают людей, да, там душат и так далее. И я слышал еще других людей, которые там тоже присутствовали в этих местах. То есть, ну, То есть их уже, крики, как их пытали, крики, они до тебя доносились постоянно. да, 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 там параллельно были люди тоже. Ну, и я И все-таки понимаю, что это был не какой-то официальный плен ни в первом, ни во втором случае, это просто какие-то помещения, которые они, грубо говоря, оборудовали под содержание пленных. То есть это не официальные места лишения свободы. в моем случае совершенно верно. То есть я Не не был было, там. я тебе другое скажу, не было вообще официальных никаких. Был, например, на Березке, назывался он, ГУОШ назывался, Главное управление Объединенных Штабов. Это 95-96 год, куда всех свозили из города Грозного. Кстати говоря, мне тоже, вот, когда нас на Старопромысловском районе города Грозного взяли, да, нас туда привели, в этот ГУОШ. Вот я, да, как помещение, меня отделили, потому что я как бы адъютант Масхадова, а до этого месяц назад у нас переговоры были, я был членом комиссии по сдаче оружия от населения, вот такая бурда там была. Я в этих комендатурах у них сидел, они меня лично знали, общались мы все время, вот пока мы вели переговоры. Потом, после покушения на генерала Романова, началась вторая фаза Первой русско-чеченской войны. И вот в этот период как раз вот я попал туда. Меня отделили там, а остальные там в таких вообще условия, которые я даже отделенный, отдельно сидел, да, вот сантиметров 10 моча, да, внизу везде. И стоят такие ящики из помидоров, перевернутые вверх ногами. И вот как птичка на этом ящике просидел до утра, да, спать нельзя, упадешь прям в мочу. То есть другие еще в худшем положении, где мой брат сидел, там еще хуже положение было. Этих людей пытали, да, и я, насколько я слышал, я видеть не видел, правда, но слышал и могу вот свидетельствовать из другой ситуации, что в этом была там яма с этой негашенной известью, да, куда скидывали трупы, и потом эта известь разъедала, эти кости потом там куда-то их прятали, дробили, все такое. А факт, что дробили, да, мы вот когда были на переговорах с района Ханкалы, откопали где-то 9, по-моему, 10 или 9 ящиков, больших ящиков из-под боеприпасов, из-под снарядов, пустые ящики, ну как бы снарядов нету, полностью они были забиты человеческими костями. Подожди, дробленный биологический Дробленые, материал в этих сожженные. ящиках. Да, 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 об этом писали, фотографии были, это тот период, писали. Наш генеральный прокурор Ваха Муртазалиев вел расследование, там, в 95-й год это. Вот эти ящики, да, мы демонстрировали их, там, ОБСЕ, там разные приезжали, смотрели. То есть, ну, дальше не пошло. Такие методы они против нас использовали, это точно. Используют Почему я они был все свидетелем. максимально нечеловеческие методы, и из того, что вы вот сейчас вот рассказали, я могу буквально в качестве одной ремарки, из того, что я слышал от Алексея Анули, это один из наших бойцов, который вернулся из плена, вот вы говорите про эти банки, там помидоры и мочу, да, а сегодня это официальный российский плен, это официальная российская тюрьма, в которой в камере вот так вот фекалии находятся.
да, и люди должны в этих фекалиях стоять все время. А садиться им не разрешают. И, соответственно, ноги начинают расслаиваться. Вот была одна пятка, стало 3 пятки, понимаете? Вот так вот это вот происходит. И бьют их по 5 раз в день. Да, но бьют это. И спать им не дают. И ночью, когда их вот, знаете, какие там методы? Вот они их вот на ложись поспи, и как только человек начинает засыпать, организм начинает расслабляться, они его тут же поднимают, начинают бить и заставляют делать это упражнение, известное как бабочка, если вы знаете. Мне Ну это вот, то есть прыгаем. Тебе делали такое же, Ибрагим? Так же с тобой, да, поступали? Я имею в виду вот это вот такое давление, да, через каждые 3-5 часов, вот такие промежутки времени, да, тебя постоянно навещали, выводили, без ничего, никаких допросов, ничего, просто чтобы ты как бы уже ослаб, да? Да, просто постоянное давление для того, чтобы человек психологически вымотался психологически. Владимир, а откуда такая жестокость? Массовая. Ладно, 1-2 монстра, там какой-то социопат, еще что-то попался. Это бывает у людей в мирное время. А вот массово, откуда такая жестокость на вот прям на таком, на производственном уровне, если хотите? Ну, понимаете, им же показывают по телевизору фильмы о том, что они как бы какие-то хорошие и добрые, а все вокруг против них. Я иной раз пленным задаю вопрос: сколько раз Россия помогла Америке? Не знают, сколько раз Россия помогла. А сколько раз Америка помогла России? Тоже не знают. И я им начинаю показывать еще с Александровских времен, как флот ходил, когда был голод, еще с имперских времен в России. Америка раз им помогала. Там 5 или 6 точных примеров, когда Америка возила просто гуманитарную помощь в Россию. И как только они немножко окрепли, они сразу начали говорить, что Америка их ненавидит, хочет убить и захватить. У меня вопрос: почему их тогда Америка не захватила? Мы это прекрасно видим, мы это все прекрасно видели и чувствовали, и знаем, и это никак не изменится. Вот что важно понимать. Изменится только в том случае, я вот, хочу сказать, изменится, да, если мы не будем играться с новыми русскими. Там хорошая Россия, новая Россия без Путина, Навальный, какие-то провальные, Ходорковские. Это все, да, обман, это все имперцы, которые хотят прийти к власти. Россию можно вылечить только в том случае, если русскому народу, о котором я говорю, да, который на территории Российской Федерации не имеет своей республики национальной, да, мы все дружно создадим для нее Русскую республику. Русскую народную республику. Вот теперь вы русские, вот там и живите. Отвечайте за свои дела, живите там, размножайтесь, развивайтесь, это ваше дело. Только в таком случае, да, возможен порядок в мире. Иначе эта русская империя будет использовать другие завоеванные народы, в том числе и украинцев, если им удастся какие-то территории отцепить. Эти украинцы пойдут в эту армию, другие пойдут в эту армию, балтийские пойдут в эту армию, в случае, имею в виду худшего исхода. Здесь я хочу успокоить всех немножко. Вот то, что россияне сейчас вот это вот захватывают, им там рассказывают, да, в основном это бабушки и дедушки там. Все нормальные люди оттуда успели выехать. А те, которые были захвачены, временно оккупированы с 2014 года, там, где остались молодые люди, да, вот этих всех молодых людей в первую очередь вооружили и отправили одних украинцев воевать с другими украинцами. Так что все те, которые там думают, что если их захватят россияне, то они как-то пропетляют, нет, они никуда не пропетляют. Они пойдут в составе этой армии убивать других людей. Вот и все. Рано или поздно. Если не они, то их дети. По Чеченской республике в том, что вы говорите, примерно оккупация. Та же история с чеченцами. Да, они подневольные. Что? Там я больше чем уверен, что подавляющее большинство, ну, как минимум, ну хорошо, если не с чувством какого-то объективного, полного чувства сострадания, но как минимум нейтральных, там, как угодно, да, что, в принципе, украинцев устроило. Пожалуйста, нейтрально, просто не лезьте к нам, да, вот в этой ситуации. Абсолютно. Да, тут никто из них не хочет идти воевать, это он точно понимает, что это не его война, он от своей еще не отошел. Я это прекрасно понимаю. Да, я это прекрасно понимаю. Поэтому, я вообще, я вам так скажу, что это вопросы вот опять-таки по интервью, то есть я не концентрируюсь тут, чеченцы там, не чеченцы, кто угодно. Я вообще никогда не проявляю никакой агрессии. То есть я всегда стараюсь дать, наоборот, человеку поговорить.
То есть, чтобы он мне вот рассказал, чтобы этот разговор воспринимался и им, и всеми остальными как разговор. Понимаете, в чем дело? Агрессия, она неизбежна только в том случае, если человек, если твой собеседник или собеседник по телефону начинает проявлять агрессию. Да? Вот его брат пришел в Украину, уже воюет, уже здесь с автоматом уже в плен попал, а он мне все еще по телефону продолжает рассказывать, что это мы, украинцы, в чем-то там виноваты. И агрессивно рассказывает. И тут я начинаю тоже агрессировать. Это неизбежно. Но так, чтобы я кого-то обвинял хоть раз за то, что он какой-то национальности, найдите мне такой момент, понимаете? Вот его нет, этого момента. И что касается, это же глупому понятно, да, что далеко не все люди, которые идут сюда воевать, да, хотят этого. Но я имею в виду, что вот это вот отношение эксклюзивности, понимаете, ну никто не требует, да, и мы, украинцы в том числе, не требуем, чтобы наших вот предателей или тех, которых насильно делают предателями, называли там аксеновцы или пушилинцы. Вот о чем я говорю, понимаете? Да. Вот это вот, знаете, такая выборочность такая, да, по отношению к себе. Вот вы нас называете вот так вот, а вот этих вот наших предателей называете вот так. Ну, это, да, я понял. Это несерьезно, на самом деле. Вот. Есть хорошие, есть плохие. Да, очень есть похоже нормальные. на такую глупую попытку избежать ответственности. Да. Вот как-то я и пытаюсь максимально мягко даже сейчас это донести, чтобы они просто послушали, проанализировали это, да, и задались какими-то соответствующими вопросами. И все-таки есть очень неприятные, максимально неприятные видео с участием вот тех самых чеченцев, да, которые воюют сегодня на стороне России, где зачем-то раздели догола украинского военного, который попал в плен, поставили его к стене, и вот он кричит что-то на чеченском, полурусском, и обстреливает его слева, справа, этого голого раздетого человека, запугивая, и что-то там ему кричит, и рассказывает ему, что он нацист. Значит, смотрите просто эту ситуацию. Чеченец под прессингом или добровольно, русских, или под прессингом, или добровольно, приходит к нам в Украину, у нас в Украине, берет нашего человека, который защищал нашу землю. Да, они его раздевают догола, они начинают над ним издеваться. Я еще представляю, что они еще там с ним делают. А потом начинают стрелять влево-вправо, да, запухивать человека. Я понимаю, если бы это был вообще абсолютно бесстрашный человек, он бы сказал, стреляй ты. Дальше по тексту, да, мне вообще все равно. Но не все люди бесстрашные, то он боится, да, и тот пытается таким образом унизить вот нашего человека. И еще раз говорю, навряд ли мы будем думать, какие слова в пользу таких людей подбирать. Да, я понимаю. Да. Вы видели, наверное, это видео? Если вы не видели... Я не видел, но теперь посмотрю. Не видел, я тоже не видел. Я посмотрю теперь, не видел. Это ужасно, конечно. Да, это ужасно. Дело в том, что мы их особо не публикуем, и россияне их особо не публикуют. И это еще одна вот в копилку и порчи имиджа, и как потом да, но это есть с этим бороться, это потом я просто даже не представляю. А никак. Вам не нужно будет ни с чем бороться. Вы слишком, на мой взгляд, вы слишком сильно этот вопрос вот как бы гипертрофируете. То есть вот смотрите. А мы живем в этой парадигме годами, Владимир, мы на себе с детства, на этой шкуре носим вот это все, что на нас навесили. Поэтому... Я был в Страсбурге. Я не знаю, в каком вы городе находитесь, не спрашиваю вас, может, вы не хотите об этом говорить. Я в Вене. У меня без проблем Карлсруэ, Германия, вообще ноль проблем вообще. Вот. Причем я говорю в Страсбурге, потому что в Страсбурге тоже большое количество как раз вот чеченцев, которые живут в Европе, и разных, и я с ними общался, вот, и вы знаете, я что-то вот не заметил, чтобы они что-то там на себе носили. Это европейцы. Да, это этнически, так же, как и вы, этнические выходцы из Чечни. Но по всем атрибутам, по общению, по поведению, по всему, это абсолютно европейские цивилизованные люди. Я не думаю, что к кому-то там относятся как-то хуже из-за того, что он из Чечни. Я не знаю, может, я что-то не понимаю? Я тут не встречал. Ну вот. Во всяком случае, у меня есть с чем сравнить так остро, как в России, сколько я там натерпелся, и лично как человек, и вообще, как это на мою карьеру музыкальную повлияло, как меня закрывали из-за национальной моей принадлежности. Это просто, я даже диссертацию можно писать. Здесь я такого не встречал.
Не договорил. Это извините. им рассказывают, что они хорошие и добрые. Это им рассказывают по телевизору, что они хорошие и добрые. Но на самом деле большего зла в этом мире не существует, чем они, наверное. Потому что это они бегают у себя, там кричат «Россия для русских, Москва для москвичей», могут избить человека за какой-то другой разрез глаз или цвет кожи. Это у них происходит. И они идут куда-то искать каких-то нацистов, понимаете? То есть, может быть, вы просто до сих пор еще сами не вышли из их парадигмы. Потому что в Европе вас никто за это не ругает. И никто не акцентирует внимание. И вы, насколько мне известно, не поддаетесь никаким дополнительным проверкам из-за того, что вы чеченцы. Все, о чем вы говорите, что вот этот вопрос, на этом вопросе акцентируется внимание, что вот этот вопрос демонизируют. Так это все из России, ребята. Идет. Да, мы это Это говорим. все там идет. Да, но если бы мы идет. если бы мы были людьми вот в частном порядке, то тогда да, окей. Но мы-то все-таки представляем Чеченскую демократическую партию с Прекрасно. взглядом на свою территорию оккупированную. Мы не можем этого не озвучивать и не можем об Нет, этом это говорить. я понимаю, что вы это не можете не озвучить. Я это приветствую, что вы озвучиваете. Я больше того скажу, я и другим готов, и спасибо за беседу, и другим готов предоставить вот площадку, даже свою, для того, чтобы они озвучивали, может быть, находили какие-то компромиссы, потому что, еще раз, вот вы говорили совет дать, да, я не могу дать совет, но я могу точно знать, я могу точно сказать, что вот во что я верю. Я точно могу сказать, без чего у вас ничего не получится. Да. Вот у вас точно, это я так думаю, у вас точно ничего не получится без консолидации. Без дружбы между собой, без понимания без между единого собой. общества, да. Без, если вы не сможете, вот группа этих чеченцев, я не говорю там все 300 тысяч, хотя бы там, я не знаю, 50 тысяч соединить, чтобы это хотя бы было что-то внятное. Понимаете? Такое серьезное, понимаете? Вот. И если вы не сможете отбросить все главные противоречия и сконцентрироваться на основных каких-то моментах, а основной момент — это ваша независимая страна, ваше независимое государство, да, которого вы все же его хотите. Да. Есть же либералы, там есть же демократы, есть праворадикалы, есть левые и правые, да, то есть есть разные. Но когда все они одинаково смотрят в вопрос того, что их страна должна быть независимой, они все равно объединяются, несмотря на разные взгляды в каких-то определенных моментах. Вот если вы не сможете этого сделать, не сможете собраться в один единый кулак, чего больше всего, между прочим, боится Россия, и именно она там пытается вас разъединить, это тоже абсолютно очевидно. Да? Вот без этого, вот какие тут советы не давай, и что не делай, и что бы там Украина не принимала, с чего мы начали, да, вот ничего не получится. Но тут попадание в десятку, полностью согласен, да. Ну, дело в том, что помимо консолидации и помимо вот этой разобщенности, у нас существует еще одна огромная, самая огромная проблема. Это радикализация нашего общества, то есть, которая работает именно начиная с середины 90-х годов, после первой русско-чеченской, вот, к нам начали поступать вот эти литература русскоязычная вообще такого радикального толка, да, и это сегодня это перешло в интернет, там создаются целые группы, потом сидят вот эти люди, которые всякими этими религиозными риторикой как бы оболванивают наше общество, и вот эта вот проблема, она в корне своей как бы на вот этой основе, да, на основе каких-то идеологий не получается сконсолидироваться. То есть вот эти, Я понимаю. Они для того и созданы, да, чтобы разобщить. Конечно. И вот наша цель, тоже задача, это просветить, как бы максимально вести просветительскую работу, как бы разъяснительную, чтобы проявлять обществу. И вот, к сожалению, силы у нас неравные. Да, это безусловно. Это безусловно то, что силы не равны, и то, что Россия вбрасывает и будет вбрасывать эту разобщенность, будет сеять, это, знаете, никто не открыл тут никакую Америку, это все прекрасно понимают. Вот. И плюс еще есть чисто человеческий фактор, плюс еще есть чисто человеческий эгоизм, да, но все равно к этому надо стремиться. Вот в Украине был такой персонаж, как майор Джамбетов. Такой тип, который пришел в Украину якобы добровольцем, начал снимать тоже тиктоки, ну, такой активный.
Я уверен, что вы тоже знаете о ком я. И потом через какое-то время очутился там, вот в этой оккупационной системе, возле Кадырова там. То есть вот это вот результат, ну или налицо, да, вот как работает вот эта вот идеологическая общая машина. Мгм. То есть человек, он может сегодня здесь, завтра туда прыгнуть. То есть Не, я все говорю, у него человеческий фактор его ценности, никто не исключал абсолютно. абсолютно ценности, когда у человека перевернут вот этот вот весь мир, Да. да, когда у него ценности перевернули, там поставили какие-то идеологии на первое место, ну, ему как-то, он не брезгает, да, там, он может здесь стать на эту сторону, пострелять против той, потом стать на другую, пострелять против этой. У него важно, задача его там установить свои вот эти идеологические какие-то, ну, цели, да. Понимаю. Да, И хорошо. вот эти люди, они часто используют, да, как и эту карту, и эту, и Да, и точно так же, и точно так же очень нехорошие мысли напрашиваются, когда чеченец приезжает в Украину и декларирует, что он за Украину, и начинает в чем-то там обвинять украинцев, не пытаясь, да, на них выйти, да, с ним-то о чем-то поговорить, а пытается внести уже и здесь, в Украине, какую-то разобщенность между чеченцами и украинцами. Вот это возникают сразу же какие-то нехорошие вопросы. А и Понимаете? такие тоже есть. Конечно, такие есть. Конечно, такие есть. Кто-то выскакивает и начинает нести чушь просто. И я говорю, этот кто-то, это чеченец. Да, мы знаем, наблюдаем тоже. Он несет чушь, он несет ложь, он врет. Я просто не хочу, понимаете? Я не хочу опускаться на его уровень и начинать вот разбирать то, что он наврал там. Я уже на самом деле это косвенно сказал уже несколько раз. Потому что мне пришлось уже в конце концов это посмотреть. Это ложь. Все, что касается меня, от А до Я, все слова, это просто ложь. И большинство то, что касается моего коллеги. И то, что касается нашего проекта, это ложь. Это вам пример того, почему может быть между вами тоже, помимо российских вбросов, ведь я стараюсь думать, что все-таки этот человек не по заданию России работает, да? Вот почему и у вас, может быть, там до сих пор нет какого-то понимания. Потому что вместо того, чтобы попробовать поговорить друг с другом и сгладить углы, все бегут в разные стороны и, знаете, так, чтобы быстрее прибежать к финишу. Это У плохой нас финиш. проблема, Владимир, у нас проблема, да, более глобальная. Проблема будущего нашего, если освободится наша, деоккупируется территория. Какое государство, имарат, ИГИЛ построить, или же демократическое, светское, нормальное государство, которое было при Джохаре Дудае. Вот о чем идет спор. Это я понимаю. Я же так и сказал, правые и левые есть люди. Да, да. Ну, Либералы и там радикалы есть. Да, я да, понимаю. да. Но вы все же за чеченское государство? Вы же все за него выступаете? Не Нет, просто государство, за демократическое чеченское Да, государство Конституция. с конституцией, чуть-чуть правами объясню. человека и интеграцией в европейское и вообще мировое сообщество. А кто-то Я без конституции, что ли? Я Есть чуть-чуть такие. объясню. Есть люди, которые даже Конституцию грозятся после завершения, да, там, военных действий, после деоккупации, кинуть ее в печку. То есть вот эти люди, которые, ну, которыми движет вот эта идеология, там государство – это лишь плацдарм до достижения, да, своих каких-то целей. Я сам это изнутри знаю, потому что во время партизанской вот этой активной деятельности я тоже как бы сам частично был в этом, участвовал, скажем так, в этом. И вот эту идеологию, ну, я изнутри знаю. То есть там не ставятся какие-то цели, что конечная цель – это государство, там будущее, процветание какое-то. Там цель стоит более глобальная, то есть установление идеологии там во всем мире. Тогда, к сожалению, вот из многих наших каких-то, я не знаю, соратников и так далее тоже сделали вот такой вот
Вот сыграли такой злой шуткой, скажем так. Да? И Интересный вопрос. А что вы скажете по вопросу преемственности? Вообще признаете ли вы, что он есть? Вообще такой вопрос на повестке дня. Как преемственность там президента, да, то есть кто-то президент в изгнании, кто-то вот легитимный, кто-то нелегитимный, да, вот эти вот вопросы. Они у вашей, у группы поднимаются или нет? Просто я не хочу озвучивать то, что я уже слышал до этого. Мы более того, я скажу, вот Хусейн был одним из тех, кто на этих позициях стоял, наоборот, популяризировал это дело. Я являлся представителем, например, здесь, в Австрии, который поддерживал вот эту некую легитимную цепочку. Но вот эта легитимная цепочка, когда она вне Конституции, вне закона, а за ней стоят идеологии, то там никакой какой-нибудь легитимности вообще речи нет. То есть вот такая ситуация, к сожалению. Поэтому вот нам По пришлось... вашему мнению, кто президент Чечни все-таки в изгнании? Нету его, Если по такое моему есть. личному мнению, его сейчас нет. Нет, Видите, по Конституции Чеченской Республики Ичкерия президентом является избранный человек. Или вице-президент исполняет обязанности. Премьер-министр у нас избирается на пару, ну как бы в одном лице президент и премьер-министр, это в одном лице. Это ошибка, но оно так было. И поэтому после гибели президента, да, мы не можем назначить другого президента, потому что его надо избирать. И другого варианта, к сожалению, у нас нет. Поэтому Не, ну это логично. Это логично. такая вот, его заместить президента никто не может. То есть кто угодно может сейчас транслировать вот эту повестку: я президент, я в изгнании, я еще... По факту, абсолютно точно должны быть проведены максимально прозрачные, максимально честные выборы, где народ выберет кандидата. Более того, они не должны быть спонтанны. До этого хотя бы полгода буферного времени, где кандидаты смогут представить свои программы экономические, политические, геополитические, чтобы народ смог с ними ознакомиться и понять, кто ему больше подходит путем большинства. Более того, народу за это время нужно успеть дать те механизмы, когда народ вправе ошибиться, эту ошибку сделал. Даже в цивилизованных странах допускают ошибки при выборе, слишком сладко говорил, а по факту оказался плохим президентом. Вот у народа должны быть механизмы обязательно для того, чтобы или квотум недоверия, или вот... импичмент, да, понятно. Да, совершенно верно. На законном уровне народ имеет право ошибиться, но ошибившись, он не должен нести то, что сейчас терпит Россия, ошибившись выбором Путина, и вот что, посмотрите, происходит. У нашего народа должны быть механизмы для того, чтобы эту ошибку быстро исправить, быстро ее минимизировать, провести новые выборы. Вот я это вижу абсолютно так. Я считаю это демократией. А что касается религии, мы никак вообще не против нее. У нас в Конституции есть шикарный пункт. Звучит он просто и максимально прозрачно. Это выглядит так. Гражданин Чеченской Республики Ичкерия имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Все. Точка. И религия не должна быть политическим механизмом и управлением государством. Политика одна история. Светское государство. Абсолютно точно. Светское. Да. Так каждый может выбирать себе религию. Именно так. Так у нас по Конституции мы светское государство. То есть люди, которые появились сейчас на политической арене и какие-то вписывают от себя туда пункты исправления и так далее, что вообще не соответствует ни законности, ничему. То есть с этим мы не согласны. У нас есть наша Конституция, вокруг которой мы должны все сплотиться, сконсолидироваться. Да. Ну, вот если вас кто-то, вот теперь я чуть глубже понимаю проблему, и демонизирует, вот еще один инструмент, как бы, и даже я бы, наверное, сказал основной. Это исламизация такая, как сказать, это нормально, когда человек сторонник ислама, да, или как это правильно сказать? Исламизм он есть, это политическая составляющая. То есть мусульманин – это, понятно, верующий, ислам – это религия,
Но исламизм, вы правильно выражаетесь, вот этот исламизм, именно политизированный ислам, да, он Да, это же инструмент. Это уже инструмент, скорее всего, спецслужбинский, но тут я уже без конспирологии. То, что инструмент — это факт, а кто его придумал, это уже надо будет разбираться дальше, поднимать там архивы и спрашивать у людей, которые были к этому причастны. Конечно, это инструмент. Религия — это личное дело каждого человека. Пожалуйста, у тебя в сердце есть свой храм, и вот как ты считаешь правильным выстраивать свои взаимоотношения с твоей религией, которую ты исповедуешь для себя, будь здоров, на здоровье. Политике этому не место, и это точно не должно быть механизмом управления государством и целым народом. Никак не должно влиять. Твои личные религиозные соображения — это твое личное дело. Ты сам строишь отношения с Богом, и сам, причем почти все религии об этом говорят, сам лично потом отвечаешь за свой пройденный в жизни путь. И поэтому нет. Светское государство на основе демократических принципов, конституции, права человека, закон, и вот все в таком ключе. То есть и в Конституции, я просто неправильно, может быть, понял, не записано ислама. Ну, то есть Нет, конечно. Я же говорю вам, в Конституции сказано о религии следующее. Каждый гражданин Чеченской Республики Ичкерия вправе исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Все. Понял, все. Я просто Владимиру хочу тоже информацию подкинуть, как бы, да, потому что я вижу там в его общении он тоже неправильно информирован. Насчет статьи 4 Конституции Чеченской Республики, она была подтасована. То есть там я об этом вообще не информирован. Я неплохо, я вообще не информирован об этом. Существует подлог, когда часть людей совершила такую акцию самодеятельности, да, это еще в 96-97 году, прямо после войны, до выборов еще парламента, до выборов президента, то есть часть лиц, включая там бывших депутатов, которые, занимаясь самодеятельностью, как бы убрали 2 пункта вообще основополагающие 2 пункта из Конституции в статье 4, где сказано, что государственные, религиозные объединения отделены от государства. То есть это подчеркивает светскость нашего государства. И следующий пункт, где сказано, что ни одна идеология не может быть во главе государства официально. Все, вот эти 2 пункта, они четко подчеркивают. И они их убрали, да. То есть аккуратно, не поставив в известность ни народ, никого, вот эти люди, занимаясь самодеятельностью, вычеркнули эти 2 пункта и ввели туда новый пункт, где обозначили, что государственная религия в Чеченской Республике является ислам. Это незаконное дело, и об этом не был ни информирован ни народ, ни даже депутаты 2-го созыва в парламенте присутствуют. То есть им уже все-таки вписали, правильно? То, что говорит Ибрагим, это варварское вмешательство в Конституцию. Да, это они сделали незаконно вообще. Депутатам парламента 2-го созыва просто нагло всунули уже подтасованную Конституцию. И они наработали там, отталкиваясь от этого. И вот эти последующие всякие шариатские суды, которые начали происходить, потом побивание палками, расстрелы на площади, это вытекает из вот этого подлога, да, именно из вот этого момента. Все, что дальше. Это еще большой вопрос, на каких основаниях и что за люди это делали, с чьей подачи, потому что это варварское вмешательство в Конституцию. С таким же успехом любой Никифор, любой кто угодно может просто взять Конституцию, переписать ее, никому ничего не говоря, принести и сказать, вот теперь мы работаем по этой схеме. Сегодня есть еще часть людей, которые еще там доработали это дело в 2002 году. Еще, они ссылаются, что это Масадов в этом участвовал. Я, в принципе, тоже на этот момент был тоже в лесу, в этот момент присутствовал там. Помню, как Масадов тоже пытался там объединить все вот это сопротивление. И на тот период, я рядом был с командованием, я не знаю такого момента, чтобы мы вносили что-то в Конституцию, делали какие-то поправки. Но говорят, там
сделали какие-то еще дополнительные поправки, то есть люди в лесу, да, не народ, не парламент, вот эта вот самодеятельность, да, и на нее основывается сейчас большая часть вот этих людей, представляющих политический ислам, которые ссылаются вот на этот 2002 год, на вот эту вот самодеятельность, где прописано вообще противоречащее и нашей Конституции, и международному праву, и вообще всем устоям, то есть, что Чеченская республика является исламским государством, и что это выбрал якобы чеченский народ. Ну вот видите, подходим все-таки докапываемся до истины постепенно. То есть не только нет единения среди чеченцев за рубежом, за пределами Чечни, я имею в виду, в вопросах там президентства, власти, общей какой-то структуры, но и даже нет единой конституции, на которую можете полагаться вы и они одновременно. То есть вы ее берете в том варианте, который был до вот этих вот варварских нововведений, по вашему мнению, Да, верно? А да. они уже новую конституцию. Ну, соответственно, здесь даже на этом уровне Здесь есть принципиально важный момент. Та, которая до нововведений и до отсебятины, она законна, со всех сторон законная. И она правильная не потому, что мы это говорим, а потому, что она со всех сторон юридически, политически, она верна и правильна. Проблема в том, что это никак невозможно будет доказать противной стороне. А вот то, что мы сейчас озвучили, это, конечно, уже никуда Ну, противная сторона, по большому счету, противная сторона не основывается вообще ни на какие конституции. То есть эта конституция, она является просто поводом, да, для продвижения вот как этих... правильно до этого сказал Ибрагим, они с радостью бросят ее в печь. Неважно, исправленная, неисправленная. Масхадов кем на тот момент был? Никакая им. Масхадов кем на тот момент был? Ибрагим. Больше к тебе вопрос. Кем был на тот момент? В какой именно момент? Вот когда вносили эти правки? Масхадов был президентом законно избранный. Он не может вносить никакие поправки. Президент не имеет права вносить никаких поправок в Конституцию. Этим занимается исключительно парламент, и не в военное время. То есть в 99 году парламентом был принят закон о введении военного положения, о военном положении. Президент Масхадов своим указом ввел в 99 году, в декабре примерно, военное положение на всей территории Чеченской Республики, которое предписывает, да, приостановку некоторых пунктов действий Конституции. То есть эта Конституция переходит на военное русло, и потом по окончании войны все законы и законодательные акты, принятые во время войны, после войны теряют юридическую силу. Все, здесь никаких поправок нет. Масхадов имел право, конечно, для того, чтобы объединить людей, послать на войну, каким-то образом организовать сопротивление, какие-то манипуляции делать. Но ограничения, да, определенные. Да? Сейчас нету Масхадова и нету у нас открытого сопротивления в горах. То есть сегодня говорить то, что делал Масхадов тогда, сидя в Европе, да, вообще смешно. Надо идти тогда взять то, что он сделал, Масхаду, эту поправки в Конституцию, пойти в горы, или там в лес, или в города республики, и там сидеть, и там говорить, вот это Конституция, я воюю за Родину. А не сидеть из Европы это делать, пугая европейцев тем, что мы строим второй идеал номер 2, или делаем то, что было в Сирии. Да, вот если такой риторикой мы будем пользоваться, ни одно государство действительно даже в нашу сторону не посмотрит. Я же не говорю о помощи какой-то. Мы должны говорить дипломатическим языком. Мы должны показать миру, что мы не опасны для этого мира. Показать, что мы строим государство и что это самое. Я вам не устану повторять, что этот мир и не считает вас опасным. Ну, да. Если вы не представляетесь, как какие-то радикальное религиозное какое-либо течение, да, не выглядите странно, да, то никто вас не представляет. Выглядим, в том-то и дело, что выглядим. Да, а вы не выглядите странно, я вам скажу. Дело в том, что в Европе тоже специальные службы, они тоже в известности о деятельности людей, связанных с политисламом. То есть это огромная сеть, она не останавливается на чеченцах.
И я это высказываю, это чисто мое мнение, я его вообще-то называю русский международный исламский терроризм своим именем, как я его считаю. Потому что в чеченскую среду он приходит через русскоязычную литературу, которую выпускают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и прочих городах. Да. И вот эта вот международная общественность, да, которая знает цели каких-то политисламистов, они считают, то есть у нас в нашем обществе, в нашей среде они не видят вменяемую сторону. То есть людей, которые с позиции демократии, с позиции права, с позиции государства как бы выносят на повестку дня там, проблему и вопрос вообще чеченского народа. Это проблема малой численности, еще раз. То есть, серьезно, поймите, ни одно европейское государство, да, как государство, не будет серьезно относиться к какому-то, как сказать, какой-то группе, малочисленной группе людей, которая заявляет свои права на государственность, на желание там как-то представлять государство. Вряд ли это случится. Да, мы это понимаем. То есть я поэтому и говорю, что тем людям, которые сегодня заботятся о том, чтобы украинцу объяснить там какие-то вещи, которые, по их мнению, правильные, о чем можно бесконечно спорить, не обращаясь к самому украинцу, им бы важно было бы лучше подумать о своих согражданах, да, или Я не думаю, что есть серьезные противоречия между просто правоверным, там, обыкновенным мусульманином и человеком, который считает себя ичкерийцем, чеченцем, который против Путина, который за свободную Чечню, но вообще не является верующим. Такое же может быть? Может быть человек атеист. Ну, может быть человек, не задающийся вопросом религии. Согласно чеченской культуре, согласно нашей государственной конституции, государственному закону, конечно, может быть. Но дело в том, что с точки зрения вот этих идеологий не может. Это как бы, если с точки, смотрите, если с точки зрения какого-то человека, да, другой человек, который не придерживается его религиозных взглядов, априори там враг, неправильный и так далее, я, честно говоря, не думаю, что с таким человеком можно серьезно о чем-то разговаривать. Ну что ж, если у вас есть к нам вопросы еще, Владимир, или можем еще раз потом... Вы понимаете, у нас с вами толком никакой беседы серьезной, именно дискуссии не получилось, потому что вы не начали мне доказывать то, что мне обычно доказывают в комментариях. Ну, то есть вы же не сказали мне, нет, ты называй вот этих кадыровцы, значит, вот этих полукадыровцы, вот этих полнокадыровцы, а вот это вот чеченцы. Вы же таких вещей не стали мне говорить. Соответственно, мы просто побеседовали, вы немножко меня просветили в каких-то вещах. Может быть, я вам от себя что-то сказал, может, тоже какие-то мысли натолкнул. И, в общем-то, все. Спасибо за общение, вопросов мне нет. По-моему, у нас, наоборот, получилась очень хорошая, цивилизованная беседа. Надо общаться, надо разговаривать, чем копить недопонимание, каждый у себя на своей стороне, а потом раз и, извините, не работает. Наоборот, надо общаться, разговаривать. Я за это. Это и есть демократия, это и есть цивилизованный путь. Мне очень понравилась наша беседа. Мы отлично говорили, где-то понимали друг друга, где-то, где не понимали, говорили, дискутировали, объясняли друг другу, как обстоят вещи. Для меня тоже много чего я сегодня услышал и узнал. Так что большое вам спасибо за время. Спасибо, что поучаствовали. Давайте общаться. Если вдруг у вас возникнет потребность, во всяком случае, на информационном поле, она бывает чуть ли не еженедельно, получить какой-то фидбэк от адекватной чеченской стороны, мы у вас есть, пожалуйста, связывайтесь на любые какие-то, где нужны наши комментарии с нашей стороны, мы готовы отвечать, готовы держать ответ. Давайте просто общаться, быть в контакте, быть на связи. Спасибо большое. А скажите, все-таки у вас в вашем вот движении это вот как бы замыкается на вашем круге, да, или все-таки, есть хотя бы какое-то число людей, которые у нас активных деятелей в партии около 50 человек, а так, конечно, у нас есть аудитория, люди, которые нас слушают, и тех, кто с нами соглашается, потихоньку все больше и больше, так что работаем. Я вас благодарю за беседу, супер, на связи тогда, да? Да.
Все, всем спасибо, всем хорошего дня, вечера, любое время дня. И слава Независимости, свободы, свободной приходите свободными, Ичкерии и да. слава Украине. У чеченцев есть такое приветствие, в переводе оно означает «приходите свободными». Вот всем этого желаем. Дякую. Украине. Слава Україні. Счастливо.